Сока стрим. На ВК видео врубился. Значит так, меня часто спрашивают, запустились сервера или нет. Нихуя не запустились. Это тестовый сервер. Вот, нашел, должно продолжаться. Поэтому вот так вот. Так. Кот наплакал, здорово. Никитосик, здрасте. Никита, здрасте. Привет, много уже. Или это тест? Это тест. Это тест. Юпик, здрасте. Кум, здрасте. Всем здрасте, пацаны. Сейчас будем. Андрей, Щелы, Канцев, здорово. Поедем, короче. Let's go на тестовом серваке. Будем пробовать миркову и все-таки решим, надо ли нам эта модель или же не нужна. Или же не нужна. Penetration Sound. Так, ну вроде все работает. Игорь, здорово. Тоник, здорово. Так. Заново рекрутировать этих бродяг. Ну, насколько я помню, Меркова реально была прикольненькая. Может, мы его и на основе вкачаем. Где шапочка еврея? Вот пока что не отрастил, Меркова не нужна. Но пока есть огнеметы, да. Тут ты прав. Так, кок. Слейв Хорни. Короче, у меня какой-то кашель, ребята, открылся. Пожалуйста, осторожно. Пожалуйста, осторожно. Знаете, что надо было интуицию сюда врубить? Да. Давайте мы вот так вот сделаем. Вот так вот. Так вот. И вот так вот. Все. Все, а вот это вот надо обязательно сделать интуицию. Не оставайся, Цаккок. Разработчики наконец добавили свои национальные танки дам. Как прокачай, как нас. Ай, да похуй. 19 дню, да, у меня днюха 19. У меня 19 день рождения, ребята. Все, come on, let's go. Всем отличного настроения, кстати. Доброго утра, все дела. Все кажется, как будто сегодня пятница, пацаны. Но сегодня пятница. И сегодня аж среда. Аж, бля, среда. Так, все, мужики, тихо. Опять там какой-то шлепает. Сосок, здорово. Холи, не спите, здрасте, бля. Come on, да. Максончик, здорово. Который Комаров. Я прекрасно. Я сначала запланировал стрим на 2.7.9. Там смотрю, что сервера закрыты. Ну, вспомнил, да. Что сервера закрыты. Думаю, да и хуй бы с ним. Может, даже наоборот забысать. Вот только теперь непонятно. Мы докачаем орбиту. А потом как нам качать ветку евреев? Орбита, получается, качаться не будет. Ну, пиздец. Махмуджон, здорово. Как говорят алкаши, среда, маленькая пятница, да. Включи Аригач, ну сейчас включу. Тебе приятного времяпрепровождения. Они же до 16 будут рыты вроде как. Не, я думаю, в 10:30 откроются сервера. Они обычно в 10:30 открывают. Так что... Да господи!
Да, господи, я, видимо, вчера подпростыл. Наверное, стоковый пушка и... Блять, точняк, я на сток... Хорошо, что ты сказал. Я на стоковой пушке выехал. Ёбаный хуй. Да, я и забыл, что это мусорки есть еще топ орудий. Ну, 6 сек КД. Сколько здесь? 390 альфы, наверное. Евгений, здорово. Точняк, тут же кумули, все дела. Бля. Блядь. Гудок сопливит, да. А еще на тестовом серваке совершенно другая чувствительность у мышки, ребята. А тебя нет забугорных танков? Нет, нету. Ну их установить не проблема. Проблема в том, что нет даже забугорного аккаунта. Чем там на МС1 будем играть? Правильно, правильно. Вот, ну и к тому же они максимально бездуховные. Я такой гум не засунул. Они максимально бездуховные. Вот что? Астаба гейская у него. Астаба гейская. Давно не заходил в игру. Там что, израильская ветка? Да, сегодня выйдет. Сегодня выйдет Израиль. Но это ветка... Она не называется как жидомасонская, она просто называется как Лига наций. Типа там всякие разных наций перемешка. Ну, по сути, это еврейская ветка. По сути, это еврейская ветка. Бля. Бумеранг, здорово, да, это тест. Что на Жадарме знает? Знаете, почему играет на тестовом? Чтобы голду заряжать на свои бабы. Все верно. Все верно. Эти придурки на full ББ катают, и все равно вон меня на 2.7.9 пробивали вообще на изи. Не парились абсолютно. Качаем топовую пушку, пацаны. О, вот это я проебал лично. Это я проебал лично. Как это скачать? Ну, зайди на этот мир танков. Как-то официальный сайт, там скачаешь. Вот, я конкретно не подскажу, конечно. Со ссылками все дела. О, вот это было неприятно. А, ну ясен хуй. Ясен хуй. Пошлите исследуем. Как это называется? Топовую пушку. Великий влажнитель, здорово. Таки шалом. Кошерные лежермены, здорово. Они это лет 5-6 назад хотели ввести. Так. Случилась досадная ошибка, ребят. ТС-3. Он работает. Александр Костин, здорово. Что, Меркова в ББ? Я когда увидел рекомендацию, подумал, что вы мастер. War Thunder играете. Спасибо большое. Александр, так надо качать. Что думаешь качать первым? Я думаю, что Меркову, потому что 4D, такой мерзкий танк, на нем пиздец как мерзко играть. Вообще жопа. Вообще используем Deep Dark Fantasy, да, смешные такие игры. На коробочных танках. Дядь, это тест, Агдик, здорово. Здорово. Всем здрасте. Ну ладно, я пока что поисследую параллельную ветку. А этого пирометра нету. D10 этот. Ладно. Да. Сколько ему дали УВН здесь, мне интересно. -7. Не забыли, да? Прикол Десном. Анонимно, стайл, здорово. Хорошо стрима. Пока, пожалуйста, все танки показать, наверное. Ильнурчик, здрасте. Антон, здорово.
9 есть пирометр. Так, ну все. Ну вот все танки ветки, тут ничего особенного, ну кроме вот 54D, да. Я думаю, что, наверное, все видели эту модель. Вот это вот я вообще хер знаю, что такое. Но это, видимо, тоже какая-то еврейская поделка. Ну, я вам объясню, это Центурион, ну, блядь, самый-самый первый. Самый, сука, самый первый. А что-нибудь там по модулям? Ну, да. Ну, башня будет, наверное, как нормальная Центурион, если мы так вот сделаем. Ну да, это он тот же самый Центурион. В общем, ничего особенного. Кроме мерковы, само собой. Это 54D с пирометром. Так. Это тест или это тест? На ВК-видео, пацаны, подписывайтесь. Там можно смотреть стримы аж 2 раза в день. Утром и вечером. А еще можно танк выиграть, между прочим. Или даже купить. Так. У меня, да, 8 утра. Выстрел Кала называется. Юрий, здорово. Загрузили сервера. Спиртометр 54А тоже со спиртометром. Ну, это понятно. И это понятно. И там еще премиум танк должен выйти. Ник, здорово. Меркова все-таки не обладает перком пиздить шекели при попадании. Блять, вот нет. Ему что-то типа пирометра надо. Только для фарма. Блять, а кстати, премиум танк бы сделать такой, да, который ворует у других деньги, было бы прикольно. Можно вопросик. Вот есть СТ Т-42. Люблю подобный геймплей. Был пилот. В общем, Америкос хочу поиграть. Но переживаю, что он не играбелен. А на каком основании ты переживаешь, что не играбелен? Глеб, здорово. Пороговый вопрос тебе за песенку Арии «Машина смерти». Нет. За Арию не бот. Всеволод, здорово. Тебе не кажется, что спиртометр это уже просто... Нет, конечно. Ну, в смысле, это, блядь, тепловизор. Это реальная вещь, которая существовала и существует. Он должен быть в игре. Вот огнемет не должен быть, потому что огнеметы, блядь, в танковых сражениях не участвовали никогда, потому что это глупо. Так. То в чем, как сейчас, по твоему мнению, будет рандом? Да так же будет, как и всегда. Не чек не сбьешь, комментарий, пожалуйста. Ты воруешь мое сердце. ЛТ, получается, не постоит в кустах с выходом пирометра. Постоит, все не будет стоять, блядь. Там предупреждение за 200 лет до. Охуеть, спасибо, родной, за косарь. Охуеть, блядь. От Эсволода на гаче трек, Максим. Сейчас вроде. Пирометр не такая имба, как вам кажется, потому что он сделан уебищно. Я вам сейчас покажу. Мы запустим парочку каточек со спиртометром, и вы увидите, что я никого не насвечу. Голдо снаряда будет пиздить с таким перком. Да, но я тебя не сдам. Спасибо, родная. Ну как же так, надо же разнообразие, а то только снарядики, только это все, а так хоть новая хуйня, да? Те механики, которые реально были в реальности и соответствуют хотя бы 50-60 годам, надо вводить, это, блядь, нормально, так должно быть, потому что это, блядь, реальность, да? То, как пуляет арта, на какую дистанцию, по какой траектории и так далее, это хуета, этого не должно быть, это блядь, сказки. Это страшные сказки. Да, огнемет это вообще пиздец. Fuck you. Fuck you. Блять, и здесь на грейхаундах катается. Ремдоскин.
Rip the skin. А я видел, вчера Инспирер стримил уже. Вот, видимо, отдохнул старичок. Пизда. Пизда. Игры на рискеты карты. Бабки списываются, осуждаю такую новую. Это только кажется, для меня он имба. Там показывает красный значок, что стоит танк, а значит знает в каком кусту. Включать его не надо. Ну, короче, там есть предупреждение, пацаны, на спиртометре, что вот-вот вас засветят. Fuck you. Раньше лампа. Его джоб с бабахи, как всегда, наебал. Вот придет. С бабками наебал, да. А он реально так и сказал или нет? Теперь старому. А, ну ты имеешь в виду, что он уже запустил стрим? Быть. Как бесплатного пуделя, да. Не намыляй. Бой, иди нахуй. Блять, на изи вообще попадать. А куда меня пробил? Ну вообще в НЛД должен был пробивать, но поскольку у меня нет дырки, я возмущаюсь. Или он это вот это он пробил? Мне кажется, он даже не туда смотрел. Ладно, хуй с ним. Александр Ребров, спасибо за подписку. Кажется, его даже жоп с бабками. Спермометр дам. Что-то пока бой. Так, Кистик, спасибо за подписку. Кремпер появится, это понятно, что очень давно. Вот только на танках военной техники появился в 50-х годах. Ну, вообще даже у немцев тепловизор был. Ну, либо это можно назвать ночным прицелом, как угодно, но прибор такой был. Прибор такой был. Вот, как он пошел в серию, это уже другая история, но... Так или иначе, на М60 тоже был. По-моему, даже с первых серийных версий. Поэтому логика есть. Но понятное дело, что самый примитивный и так далее, но опять же, вот так вот. На дистанции в 600 метров, да, сколько здесь бои происходят, он бы работал. Вот вам и новенькая Меркова. Один плевок бабахи. Но бабаха, потому что 70 левел. Так. Тихо. Тихо. Злодей, спасибо за подписку. Вот вам и... Детонатор, здорово. Александр Ребров, доброе утро. Злодей, здоровенький. Сяндрате, бродяги. Кум. Шалем. Злодей. Так. Все, прочитали. Поехали. Я обещал, что мы на спиртометре сыграем. Вот я вам скажу так. Это хуятина. Она сделана слабо. Слабо сделана. Недостаточно имбово, вот в чем дело. А жаль. Ну и к тому же, блин, вы же понимаете, что баланс в игре это когда, ну там, условно говоря, камень, ножницы, бумага, да, когда кто-то кого-то ебет. ЛТ, которая стоит в кустике, надо понимать, что... Вот я вчера ехал на 279, в меня в упор хуярил СТРВ. Я пока к нему, блядь, в упор не подъехал, не засветился. Такого быть же не должно. Не должно. Так, все, кто не поставил лайки, ставьте быстрее! Да, и это над башней квадратный фонарь. Это и есть спиртометр. Не, квадратный фонарь, ты, наверное, имеешь в виду дальномер. Это дальномер. Ну ладно, похуй, это не суть. Это не суть. Эйнал его теперь в твоих руках. Подождите. Смарт S. Я быстренько снаряжу эту мусорку. И мы поедем в бой. Экипаж еврейский. С баками. И в кипах, не знаю.
Да. Старуск, здорово. Как он играет, если еще не... А вот так вот играем. Что думаешь по поводу тонков за боевой пропуск? Ну, они просто обычные. Мы их разбирали. Это ничего особенного. Чупа-чуп, здорово. Прокрутки это может... Да, но в этом-то и хуйня, что там всего 2 карты, на которых можно прямо имбовать и остальных местами. Ну, может, 3 карты, да, еще мухосранка. Меркова не зашел, мы Меркова нормик. Ты сервак стример. А чё, уже сера... Нет, не открыли. На ВК Видео Лайв подписывайтесь. Стил, здорово. Который армор. Я сейчас жману, пацаны, некоторые перки. Да, поедем. Пускай так будет. Ну, как будто бы это не имеет значения. Угу. Ага. Так, а сколько у него обычно, ну, обзор, кстати, обычный. Ничтожный. Пускай будет турбина и пускай будет, я не знаю, что там, ну, пускай стабилизатор. На нем просто реально мерзко играть. Не судите строго. Ага, и это без рейда. Так что там было? Я провтыкал пацаны сообщение. Paramount, здорово, спасибо за подписку. Бойный Экзор песню заказал. Охуеть народа, я даже... Бля, ну потому что, знаете что? Потому что все остальные доходяги с пальчиком в попке спят. А Вячеслав молодец. С первыми петухами проснулся, да? Да. Энел полнится Камчат Арию. А, точно. По заявкам трудящих, я напоминаю, что за баллы можно заказать музыку на ВК Видео Лайв. Вот заказали такую песню. Вот заказали следующую композицию, слушаем. Обнова же идет. Стример скоро вообще комменты перестать читать. Перестану. Налез. Ты на тесте. Лошадка за натиск. Есть инфа, что за танк есть. ПТ 9 левела. Прикольненько. Так. Петухи тут на месте. Абсолютно. Утина 6, здорово. Ты клоун и пидор. Обосной. Психически больной. Здравствуйте. Обосновывать не надо. Если такой никнейм, не обосновывай. Так, первые петухи еще не стримят. Это верно. Вот и первый в банслее. Ну ладно, пускай повысирается, может, трохи. Если спамить будет, забаньте. Вы и так с кожей сыны. Ну давайте где-нибудь на центре затерпим. Видите, в чем прикол? Здесь лёжки терпят в кустах. Я вежливо трясу по ним спиртометром. Они предупреждаются и съебывают. Вот в чем дело. Забань, если пидор. Немедленно забань. Забаньте его. Конечно, тяжело читать, когда чат активно играть. Но я думаю, чувака в медиаке получится. Главное, не останавливается абсолютно. Звуки. Ты на тесте. Ну ладно, честно говоря, комменты читать легко. Опачки. Потому что каждый второй коммент на тесте или нет. Разбойник, здорово. Оп. Бля, я, кстати, врубил спиртометр. И он без вот этой вот штуки, без подсветки. На первой итерации теста он был с подсветкой. Вы заметили? Даже бред какой там. Как-то пойти посрать не забанят. Не знаю. Смотря как срать. Если в таксофоне, значит забанят. А что играть? Можно уже по тестовый сервер. Алексей, здорово. Короче, возможно, что, знаете что, они
переделками своими обосрались. Вот можете заметить то, что я врубил спиртометр, и он как будто не отображается, кроме вот этой штуки. Ладно, поехали. Может быть, на этой карте не отображается, может быть такое. Какую обилку? Миркова без обилки. Вот. Но там, возможно, просто наебать кого-то можно. Да, на деньги. Но это обилка, скорее всего, пассивная. Потолок на карту и... На тест сервер попасть. Его надо скачать. Не бака фича, как всегда, да? Да. Опа. Ну вот на этой бабре реально мерзко играть. У него, видите, какая стабалаховская. Он такой прям... Танк влагалищ. Это танк влагалища, пацаны. МБЗТ должен подкатить скоро. А Боба терпит. Понял. Грянул фистинг, пацаны. На Меркаве поехали. Так, играть можно уже. Дождаться нельзя было, да. Куркума, здорово. На ВК Видео Лайф, ребята, подписывайтесь, там можно выиграть танк премиум. Либо даже купить за баллы халявные. Интересно, как гачи музыка повлияла. Ну ладно. Негативного влияния не оказалось. Да. Полнится компьютер. Ну вот и насветили. Хороший танк надо брать. Да я вам серьезно говорю, спиртометр не имба. Но хотя бы Прохоровка, наверное, станет по сбалансированию. По сбалансированию. Да, потому что на Прохоровке ни на одной карте, не считая арты, да, любой другой класс техники так не будет, как ЛТ на Прохоровке. Страшно play with dick. Сразу с порога дохуя ресурсов, да. Пош Б, наш пацан, не имба, поехал, дал пососать, да. Вот. На аргументы то, что у меня же спиртометр и экраны бронированы, ему было похуй. Если кто переживает, что при появлении большого количества подписчиков Гличслав перестанет читать чат, не переживайте, мы половину забаним. Да, мы сделаем чат платным. Абсолютно. Давно прочитал. Черный заводи мой эйнол. Возможно, здесь будет Type 5, ребята. Вот, потому что, судя по всему, больше тут у них появиться и некому. Путин, здорово. Чат за баллы. 1,5 миллиона баллов зарабатываешь и можешь писать в чате. Ладно, не срослось. Он, пацаны, давят и давят жестко. Берешь ЛТ и пару дней ждешь прохожку. Также с этими танками не дождешься, когда закинут. Ну, кстати, да. Добавляйские танки в платный чат, да. Вот это вот нам надо. Вот это вот наша модель. Эйнол, полнится компьютер. Не знаю. Ну такой вот геймплей для бабахи норма. Вот так должен быть нормой, точнее.
Черный заводи мой эйнал. Бля, ну знаете что, вот у Мерковы, конечно, с тобой такие проблемы, как у Джова с головой. Да, еще тайпец мне с вертухи до этого на ЛД. Судя по всему. Не верю, что он там сводился как-то. Вот так, если. Хорошо. Пиздец. Знаете, что здесь был охуенно неудачный рельеф? Я хапанул пизделей. Вообще он в ЛД, скорее всего, должен был срикошетить. Да, ну, либо, знаете что? Возможно, по правилу 3 калибров сюда может ебать, хер его знает. Обновление. Плюха, здрасте. Не Путин, здорово. А, Владимир Владимирович. Ну там Путин помог мне, никнейм. Слушай, нельзя пока хамаги. Эйнал. Полнится компьютер. Бля, ну я лалка, короче, я лалка. Настолько плохой с тобой не будет. Качай тест и поймешь, что это прикольно, но ресурс ограниченный все равно. А, ну они так ограничены, он сиди и играй, сколько хочешь. Оп. Ну хоть разок срикошеть, сука. Здесь вот, конечно, ФГС охеренные. Надо, что не пробивает. Не пробил. Ясно. Так, так, так. Я тебя записал. Но пока карандашом. Я еще заставил именно урон по союзникам их по моему ключу. Но я застал году 15, когда закончил. Тогда еще урон по союзникам был. Когда отключили, я не знаю. Я очень долго не играл. Знаете что, как-то Меркова перестала танковать. Так. Так, серваки уже недоступны, Рамиль, здорово. Серваки еще недоступны. Подписывайтесь, господа, на ВК Видео Лайф, там можно... Знаете что? Меня часто спрашивают, там можно за баллы заказывать музыку, всякую херь, даже менять на галдецо, купить танк, а еще поучаствовать в розыгрыше танка. А команды такие огромные, что даже теряешься. Боже, сука мой. Сука, боже мой. Ну да ладно. Поехали, может, на центре чем-нибудь придумаем. Может быть, Мауса поймаем за гузлом. Минет за голдецо, да. Общий тест можно качать на... Ну, конечно, можно, пацаны. Конечно, можно. Найдите на официальный гей-веб-сайт. Там можно скачать. Эйнал. Полнится. Я помню, когда был урон посредником, некоторые опущенные индивидуумы вырезали собственную артом. А раньше можно было пушку арте засунуть в пушку, он выстрелит и сам себя убьет. Извиняюсь, надо было срочно покашлять. Мы здесь не задержимся, потому что вон там вот может случиться жопа, ребята. Грязная. Джовпа. Хорош Мауса. Выталкивает бабаху. Хорош. Ай, бля. Как ему сказать спасибо? С вертухи даст мне вынул, да? Нет, не дал. Пиздец. Все пойдет. А эти два придурка поехали высвечивать пустые кусты вон там. То что пирометр имба, все. Джов сказал пирометр имба. Здорово, трактористы. Арку здорово.
как в чате Путин, такое лучше не писать, да. Да, пишите что-нибудь про хохлов, оскорбительно желательно. Путин тогда расстраиваться не будет. Эйнал. Полница, камчат. Мы, кстати, так и не выяснили, танкует он от борта или нет, но я вам скажу, что, скорее всего, ни хера. Ни хера. Борьба за место на дике. А если немножечко пошалем? Как будто бы на меня всем похуй. Кроме еродивого Хэвика. Да? Эйнал. Полница, камчат. Вот так еще можно было бы, наверное, танковать его. Понял. Пацаны пирометрами просто все там к хуям пересветили. Просто пиздец. Я просто 2000 года. Что? Что с подлодкой произошло? Что произошло с подлодкой, если ты 2000? Что за танк? Как его завладеть? И можно завладеть, прокачав ветку этих... еврейскую ветку танков. Называется Меркова. Интересное пробитие здесь произошло, видели, на жопе? Это все американцы, да. Клятие. Как ты в танках, сервера же не работает, или у тебя... У стримеров специальный сервер, на котором стримеры играют. Вот там похуй. Там все равно одни боты ездят. Так, завладеть Израилем, да! В 5 часов в Тель-Авиве концерт Газманова. Все, Путин дал приказ. Ясно, я даже не буду стрелять, не. Она утонула, да. Креативный пробой, да. Всем здорово. Иди маме лапшу повесь, пиздобол. Это тестовый сервер, братан, ну видно же, блядь. Это же тестовый сервер. Это надрезк. А почему огнемет есть? Как так? Это не надрезк. Это просто очень мало народу на серваке, поэтому так забалансило. Срочно трубопровод до Тель-Авива. Боря Моисеев жив, да. Многие сомневаются, на самом деле Боря Моисеев жив. Слушайте, а пошлите посмотрим в натиске, как вообще дела обстоят. Он же здесь должен быть. Какой там пробой в технике? Эйнул. Полница, Камчат. К сожалению, он уже тусит сбили. Кстати, да. Кстати, да. Ну-ка, давайте глянем. Натиска нету. Натиска нету. Будем ждать, значит. Жив, как, в принципе, и в Мавроде, да. А до скольки? Не знаешь? Не буду рвать. Короче, знаешь, что я думаю? Основные сервера откроются где-то в 10:30. Примерно. Ну, максимум в 11:30. А этот сервер будет работать сегодня так точно. Ну, может быть, с открытием основы его закроют. Может быть такое. Не сразу, но там через час. Лучший ход первыми, да, минус 7 пробитие, да. Ну вот неизвестно, на ББ или на голде. Вот что неизвестно. Либо и там, и там. Шаман снимает маску. Так, кажется, Борис Моисеев. Это добре, это будет мой первый, в котором я буду участвовать. Надо. Посмотри, памятник Мавроди. А есть памятник Мавроди? На тюрьме стоит. Всех снарядов. Бля. Надо какая-то быстрая ПТХ.
крутой голдой. Ничего, кроме гриля в голову не приходит. Ну 7% это, честно говоря, не приговор. Здорово, заебал. Васисуали, здорово, симметрично. Здорово, равное, спасибо за 200 рублей. Ну, по сути, вот смотрите, минус 7%, вот у УЗ-5А минус 7% пробойчик. Это что означает? Это означает, что у нас будет пробойчик где-то 230 миллиметров, ну, блядь. Ну, понятное дело, в борта стрелять пофиг. Ну, хотя на голде будет там чуть больше 300. В принципе, правила игры, пацаны, не изменятся. Не изменится. Но многие бродяги прыгнут в первую очередь на всякие ЕСТО и прочее дерьмо. Первые пару дней будут на них кататься. Эй, ну, полница, кончит. А знаете что, мне эта меркова нахуй не нужна, им серьезно. Что-то в нем какой-то супер имбовости, как будто бы и не ощущается. Попадает. Ну, понятное дело, вот эти штуки пробиваются, окей, и вот это пробивается. Но, наверное, так сильно жестко и не надо было прокидывать, да? Ай, бля. Понял. Понял. Это штурм-арточка, ребята, была. Да тут закинул. Бля, какой мем вообще. Ужас. Прошлый натиск. Пробуй, Миша. Пробой был уменьшен в прошлом натиске. Мне кажется, нет. Вот на битве блогеров классная система была. Почему они ее не ввели на основу? Тот вопрос. А больше вопросов у меня и нету. Да, и рандомность убрали там некую. А реально апнуть максимальный ранг среднему игроку в натиске нет. Ну, взводом может быть. А на будет этот аппарат. Так. Кто-то меркова сосет. Не, меркова, по идее, очень неплохонькая. Очень неплохонькая. Но меня, конечно, смущает уровень стабы у него. Да, ну в целом он охеренно неплох. Алёха заехал не в тот дворик. Здесь, видите, здесь еще заебомба. Заебомба. Он оттуда меня, походу. А, ну может быть он и не стоял. Здесь минус 7 УВН. Это как будто бы не то, что можно назвать заебись. И херовенькая стаба. Так, кстати, я бы тоже напялил что-то потом сравнивать всех неугодных стримеров с инагентами, да! В общем, тесте штурм ССАО доступно всем, да. Если у тебя открыта орбита, конечно. Его, как и огнеметов, будут нерфить через 2 патча, когда прокачаете. Непонятно. Это тест. Это тест. Надо ему минус 8. Но он как будто бы в балансе. То есть у него ВЛД рикошетит. Башня, в принципе-то, неплохая. У него хорошая пушка. У него там и ДПМ, да, есть. И альфа хорошая, все дела. Но вот Стабаева как-то... Ну, типа, некомфортный, что ли, получается, танк. Плюс, прикиньте, у него минус 7 ВЕ, и он еще с задним расположением башни. Короче, вот если бы ему еще чуть-чуть комфорта... Не, ну, понятное дело, он в целом-то хороший танк, реально хороший. Но вот немножечко комфорта ему не хватает. Татко, спасибо за подписку на ВК Видео Лайв.
Так, правда, по некоторым видосам закрадывается мысль, что дамочка-то солевая. Это ты про что? Это про что? Про Нирку? Так, знаете, мы кое-что посмотрим. Кое-что чекнем. А все, я уже чекнул. Спасибо за лайки, друзья. Кто лайковал, молодцы. Вот. И особенно молодцы те, кто подписались на ВК Видеолайк, потому что там можно выиграть премиум танк, а еще за баллы, которые будете получать просто за просмотр, купить много, заказать музыку, менять даже на GL900. Сервера недоступны. Султан, здорово. Здорово. Нир просто дырявый. Нирочка моя, ненаглядная. Ну, поехали на зелень, попытаемся там спиртометр свой продемонстрировать. А было бы прикольно, ты врубаешь сканер, у тебя, да, там поле зрения такое, и ты определяешь, кто пьяный, а кто нет. Было бы охуенно. Сразу же первый запрос в Яндексе был бы, знаете, какой? Как обмануть алкотестер в танках. Он из экскурсии много что делает. Это да. The Cursed Soul, здорово. А как ты играешь в эти сервера? Они запустили это тестовый сервер, ребята. Почему так мало лайков? 73 онлайна! Что за дела? Ну, потому что многие, кто онлайн, это те, кто не подписан. Вот они еще не поняли, православные стримеры или нет. Поэтому не поставили лайк. Счет гача баллы стали фармиться, нужно провести расследование. Нужно платную подписку оформить. Торонто Кан, здорово. Уже нет, это не обнова. Это не обнова, это тестовый сервачок. Да, кто не подписан, тот Кутак Башаров, абсолютно. Если мы сделаем вот так вот. Вот так вот. То есть, видимо, вы слышали, там звук такой специальный был. Был специальный звук. Это значит, что мы за счет спиртометра обнаружили Лёшку. Кстати, мальчишка не в курсах. Ой-ой-ой. В черной заводимой эйнул. Оп, в землю. Хорошо. Херы маху бахнут, поймут. На этом танке мерзко играть, он мега кривой, видите, он не с тобой ни хрена. У некоторых ТТ лучше с тобой. Это тест, это тест, это тест. Наверное, утром больше, чем вечером, это так. Знаете почему? Многие, ну, либо не играют на тестовом серваке, да, ну и вообще в танки не играет, поэтому во время стрима, в это время, короче, смотрят меня, а не в танке играют. Либо не подписан, да. Ну и плюс многие Алёшки не стримят, потому что основа не выпущена. Все, я буду спать. Да, так считают Алёшки. Ну вот в кепку ему закидывают, будь здоров. Даже вот эта мусорка, которая не попадает вообще никуда, может закинуть ему в кепку. Может засунуть в кепку. Блин, было бы очень мило, если бы союзники помогли мне здесь. Бля. Он просто в экран меня захуярил кумулем. Да. Ну еще плюс, те, кто рассчитывает на этой хуете потанковать, пацаны, не потанкуйте. Не потанкуйте. У него запихивают все пальцы и все что угодно. Вот танк реально мерзкий. Кроме спиртометра у него ничего хорошего нет.
Но он проебывается на работе, да. Так-то гениально стримчанский было запустить. Ясен хуй. Смарт ТС. А за лайки спасибо. Вокруг сведения, как на КВ2. Это действительно так. Меня часто спрашивают. Как ты прокачал ветку? Я когда на тест зашел, мне дали 750к серый и все. Мне кажется, ты, значит, зашел не туда. Вон у меня, видишь, сколько. Ну, продай другие танки, если у тебя серы там нет. А свободки тебе накидали. Свободки 100 лямов начисляются на тестовый сервак. А, и, кстати, знаешь что? Походу, вот, допустим, 3 итерации теста, и раньше на каждой итерации тебе заново начисляли все ресурсы. Все ресурсы. А теперь ты над первой итерацией проебал всю серу, на следующей тебе еще не подкинут. Вот такая какая-то. Половина только нашинские, остальные временные. Он в КБ зашел. Абсолютно. Остальное за здорово. Когда зашел, сразу лайк ебало. Молодец. Молодец. Подписывайтесь, друзья, на ВК Видео Лайв. Каждый день стримы по Москве, утром и вечером. А еще там можно за баллы заказывать музыку. Даже купить премиум танк можно. И многое другое. Мне, короче, не дает на общий тест зайти. А ты его скачал? Там несколько этапов теста. В каждом этапе начисляют ништяки, и с каждым этапом их больше. А вот в этот раз как будто бы не начислили. Там, видишь, у меня 60 чем-то лямов серебра. Обычно 100 лямов дает. Как ты понимаешь, за 2 танка я не мог потратить столько серебра. А вот на прошлой итерации мы там на всяком дерьме катали. Мастер Вен Панда, здорово. Да, скачал и... Угу. Снаря видос видел. Последний нет, не видел. Но опять всех наебал. Последний видос, что я видел, это то, что он рекламировал орка, а потом переобулся и сказал, что орк не забылся. Вот, но уже было поздно, все раскупили. Долбоебы смотрят. Долбоебы смотрят. Я понял, ты на тесте. Это тест, это действительно так, это тестовый сервер, ребята. Жикан, здорово. Танки уже можно заходить, нельзя. Это тестовый сервер. Он на последних видосах, что Леста фигню делает. А, ну ясно. Разрешили. Разрешили. А чё он сразу после патча не дал? Да. Вот. Не, знаете что? Вот я вам скажу одну вещь. Когда выходил тест, там был промо-ролик. Ну, даже не тест, вот этот эпохальный патч, да, где 11 левел, огнемет и так далее. Там был промо-ролик, и Леста заставила своих этих мальчишек, девственников, с бумажки прочитать фразы. Вот. И там Нирью тоже читал, и там было написано то, что... Там было, точнее, сказано с уст Нирью, то, что вот новые механики, отличное разнообразие в игре. Этого давно ждали игроки и так далее. Ну, как бы, ну, прям слышно, что с бумажки читает. Вот, тогда надо понимать, он не ныл. А теперь, блядь, внезапно оказывается, то, что Леста порит хуйню. Я не знаю, как этих ебланов смотрят. Это просто загадка дыры, пацаны. Просто загадка дыры. А если даже смотрят, почему они мордой в это говно не тыкают? Тем более, что я, конечно, за Нирью наблюдаю издалека. Да, и иногда длинной палкой тыкаю туда с расстояния. Но даже мне видно, что... Ну, блядь, очевидно, что этот Леха не впервой, да? Делает что-то, ну, что просит его контора, и рекламирует что-то. Да, там много раз видосы такие попадались, и мы с вами смотрели, что он там какой-то лоховской танк, а Blizzard говорит, блять, охуенный, всем брать. Все дела. Вот регулярные подписчики же видят это. Стопудово ему что-то говорят.
либо как-то выказывают недовольство, либо им просто похуй, я не знаю. Я не знаю, мне слишком много вопросов. Ни одного ответа. Кубик, здорово. Это не обнова. Это тестовый сервачок. Это тестовый сервачок, не попались. Видео Рио, он восхвалял пирометр. Ну. А потом скажут, что, блядь, пирометр хуйня. Хуево сделан. Я реально считаю, что он сделан хуево. Ты должен включить, и все, у тебя в поле зрения сразу же высвечивается танк. Там предупреждение, 4 секунды задержки, любой долбоеб свалит из пирометра. Ну, кроме чистого поля, как в Прохоровке, да, там спрятаться негде. А потом еще Прохоровку переделают, пацаны, чекайте, добавят парочку камней. Мигель, здорово. Там у них 60% и все хорошо, танковых блогеров, да. Да, молодцы, именно надо больше камшота, да, деньги не пахнут, получается. Получается так. Получается так. Не, да я бы понял. Вот, допустим, я бы продал жопу лезть. И мне бы сказали, рекламируй, блядь, танк. Я бы вышел бы, ну, мне кажется, я легко мог бы описать просто плюсы танка. Сказать, что вот у него такие-то плюсы, пацаны. И если это подходит вашему стилю игры, берите. Берите. Вот. То, во-первых, да. Ну, про минусы, может быть, мы бы и не тыкали бы, хер бы с ним. Я бы сказал, что я его не возьму, потому что я этот танк считаю недостаточно имбовым. Кто бы захотел понять, тот бы понял. Да, ну то есть, можно, да, как-то дипломатично хотя бы намекнуть на то, что, например, ну вот Орка, он же действительно, с одной стороны, танк неплохой, но он заманушный. Он заманушный. То есть его преподают как мега-бронированный танк, на деле просто хуйта. Ты надежно никак не потанкуешь. Только от УВН. Только от УВН. Да и то кран надежнее от УВН танкует. Что-то не запускается тест. Его надо скачать сначала. Вообще пофиг, что рекламировать. Хоть дурь, все верно. Надо Мизулиной написать, чтобы запретила выезд в страну грязному еретику. Арман, здорово. А когда серваки? Где-то, я думаю, в 11 примерно. Может, раньше. Стрим рассуждений. Да как-то тема поднялась просто. Мне как-то рассуждать даже и не хочется на эти темы. Ну, просто потому что мы много раз рассуждали. Так что все это время пидорасерева даже не знал о его существовании. Хуй бы с ним абсолютно. Скачал. Не запускает на тест, пиздец. Поскольку обнова, привет. Я думаю, что где-то в 10:30 выпустит. Почему хейтим немецкие танки? Ну, потому что на еврейском играем. Танки юморок не затейливый. Нельзя запустить игру. Ты, может, не тот скачал? Жаловаться доносики, да, сюда. Я вот специально рано встал, поспал 4 часа, чтобы успеть максимально быстро в натиск залететь. А тут такое, ну так надо, чтобы обнова сначала вышла, потом в натиск идти. А что самое главное, в натиск лучше в первую неделю вообще не заходить. Мой вам совет, пацан. Там забавно, Нир там хвалится тем, что он белорус и топит за нее, а когда ему говорят, что, мол, ты такой крутой, вернись обратно. Пиздобол, потому что. Не играл в Блиц. Ну, 2 боя, наверное, сыграл. О, как сам не додумался. Ну, вот так вот. Кочинг, здорово. Знаете, с кем можно будет фармить очки боевого пропуска? Я думаю, да. Надо сейчас в коробке потестить... Нет, нельзя. Ватрушка, здрасте. Сегодня вроде боевой пропуск должен был быть. Будет, пацаны, не ссыте. И девки тоже. Можно фармить очки, да. Ага. Году в 2015 смотрел Амвея,
Да, заново поставил игру, посмотрел шотника, евреев. Троллят постоянно, даже нации нет, сборной нации. Ну, кстати, да. И нужно добавить в игру еврейский огнемет. Когда-нибудь, но потом. Написано было, что прайм тайм. Нет, сначала надо, чтобы обнова вышла, а потом только прайм тайм будет. Доносики под шконку, до востребования. Письма на парашу. Так, все, я все комменты прочитал, пацан. Данила, здорово. Израильская нация, сборная говна. Ну, на самом деле, там, по сути-то, все израильские танки, я не знаю, почему они сборной нации назвали. Дебилы. Все четверки, они же, ну, трофейные, ясен хер. Я не знаю почему. Может быть, реально, чтобы антисемитские всякие настроения не вызывать. Сегодня только на еврейских танках играешь. Ну, выйдет обнова, пойдем в обнову. На основу пойдем, точнее. Почему не сделали немецкий огнемет? Не знаю. Вот это вот я не знаю. Сразу же после ввода немецких тарелок, летающих времен Второй мировой, эти знаменитые тарелки немецкие. Сколько там часу? Ай, блядь, еще только час стрима прошел. Озвучка жидовская на радио здесь. Ну, озвучка, наверное, есть, я просто вырубил это дерьмо. Так, в сборной нации еще не добавили палестинские танки, потому что их нету. Потому что их нету. Нихера сетап, вы заметили? Я там расскажу сразу после ввода. Фау 2, да. Немецкий орешник. Газовые снаряды для мирка. Только пейджеры. Угу. Давайте мы, знаете, что сделаем? Будем слушать, что говорят евреи в танках. Добавит. Ай, бля! Мне кажется, говорят по-русски. 19 марта лучший стрим, приходите на канал. Абсолютно, у меня день рождения, пацаны, 19 марта, заходите, буду всем рад. Такая озвучка кринжовая, конечно. Сука. Поэтому она у меня вырублена. Надо врубить какую-то... Там есть галочка, национальная озвучка или что-то типа того, да? Надо это... Пробитие. Профистие. Fuck you. Fuck you. А мы вот так вот сделаем. А, нормально опускается дрын. Их пробить или не пробитие было? Я так и не понял. Пиздец. Но человек тестит деда. Человек тестит деда. Сан Саныч, спасибо за подписку на ВК Видео Лайв. Теперь он готов. Ну давайте мы включим национальную озвучку, посмотрим, что говорят евреи. Надеюсь, там не оскорбляют палестинцев. Пропитие. Наполняем. Абсолютно. Так точно. Когда выход обнова. Я думаю, что где-то в 10:30 откроют серваки. Предполагаю. Немножечко рискуем. Вы знаете, кто не рискует, тому не носит передатчики. Депизм у Муркавы. Угу. Муркава.
Блядь, то, что он по мне дал, это скандальчик. Это скандальчик. Ладно, у нас есть еще Маус. Он там пока что смотрит на на волны. Но как только он понадобится, мы его вызовем, правильно? Мы его вызовем. Мюркаве. Абсолют ли? У них нет национальной точки. У евреев... Ну это скандал. Это скандал. Видимо, они не нашли ни одного еврея, который захочет озвучить танки за бесплатно. Поэтому не сделали национальную озвучку. Все ясно. Все ясно. Ставковую сделают. Но это неинтересно. Маску не мешайте, он пейджерами любуется. Маусу. Не, Маус все, поехал. Он выждал паузу академическую. Поехал. Доп-паёк кошерный. А мы видели там какое-то дерьмо у него. Ай, бля. Ай, бля. Хорош. Хорош. Ну вот немецкий танк сожгли. Это вам за Освенцим. Так, евреи разговаривают на русском, да. Да. Мало кто знает, но эти рептилоиды говорят только на русском. Чуть не сказал терпилоиды. Охуеть, 92 человека онлайн. Да. Это действительно так. Я надеюсь, все подписаны на канал. Каждый день стримы, утром и вечером. А еще, знаете, ребята, что можно за баллы многое на канале приобрести. Даже музыку заказать. И даже заставить со штангой меня приседать. Это и многое другое. Это действительно так. А баллы вы можете получать совершенно бесплатно. Просто за просмотр. Первый мастера спорта дали. Мастера спорта. А будет паёк с Эйнелом Камшат. Это как? Это была маленькая месть фашистам, да! Да, Платонов здорово, Дементр здорово, всем здрасте. Всем здрасте. Давайте мы эту озвучку нахер вырубим. Потому что она смешная. Почти 7к урона против 7 танков. Ну, кстати, вы поняли? Абсолют ли, блядь? Абсолют ли? Поехали дальше. Еще музыка здесь вот эта на основе меня выключена полностью. Не знаю, почему она здесь врубилась. И этот бой не показываем деду Семена, да. Да. Что, дед зря электриком отслужил всю войну? А внук на еврейском танке катается. Осуждаю. Когда я успел 35 боев сыграть? А, знаете что, это, наверное... Смешно. Смешно. Это знаете что, короче, на тестовый сервак переносится информация, и она, получается, идет с задержкой. То есть, по сути, здесь информация за мою сессионку двухмесячной давности. Такая вот хуйня. Я только обновил танки, жду. Ломоносов здорово. Если что, это тестовый сервачок. А на спиртометре когда поедешь? Ну, могу хоть сейчас. Мы парочку каточек сыграли. Мы только один танк засветили спиртометром. По нему никто не накидал. Никто не накидал. Эйнл полнится компьютер. Всем салам. Чё-то картохи даже сайт лег. Это возможно, это возможно. Ну-ка, здорово. У меня даже тестовый не открывается в клиенте. Ну все, пацан. Ну тогда все.
Значит, стримим нарды, если выкинет сервака. Опа. Беспечный дед в землю сразу же даем. Господи. МБТянка вкатил. Вроде свет от спиртометра только его владелец видит. Да? Как такое может быть? Ошалеть. Но это же смешно. Ну это же смешно. Если это реально так, то это пиздец. Тем более, что имбово тогда в спиртометре, я еще не знаю. Палач здорово, танк хороший, мне нравится. Мне нравится. Огнеметы, я так понимаю, в следующей обнове понятно, да, в следующем. Но они ребалансить будут, то есть это означает, что их могут еще и апнуть. Это же гей-гейминг. Это будет в их стиле. И это будет в их стиле. Если немножечко пошалю, меня никакая ПТХ не поймает. Завожу. МБТяночка. Виталя, здорово, как цепсил гро. Это тестовый сервак. Пусть броню засветит спиртометра, видят все. Так в доме разрабов говорят. Ну все тогда. В доме разрабов. Как они заебали, абсолютно согласен. А то НЛД броня славая, но это так. Это действительно так. Я думаю, что огнемету надо в НЛД давать где-то миллиметров 800. С запасом, да, чтобы когда в игру ведут Т-90, он мог его хотя бы под прямым углом пробивать. Вот так вот. 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 Вот такой вот. Вот так вот. Вот так Бля, вот. он жопу Нужна еще. механика специальная для Меркавы. ГОЭМ минус 35%. Все, в кого стреляешь, им меньше плюс за бой, чтобы был. Да. Меркалыга. Это меркалыга, пацаны. Ну вот поимбовал человек на 11 левеле. Никто не виноват. Мы тут ему подсунем. Обязательно. Меркалыга. Ну вообще, понятное дело, что ОГС был бы получше в данной ситуации. Но вот пока я скипался. Ну, короче, хер бы с ним. Меркалыга. Надо им брони нарез. Наконец-то я нашел твой канал, братан. Благодарю за это, за усилия, а то с ТикТока не приходит почему-то у меня по ссылке. Надо было просто никнейм мой ввести там, либо скопировать, вставить, ну похуй. Иван Александрович, здорово, моталыга дам. Моталыга. Ну по броне, хотя, например, в борту так точно. Так, ждем теперь арту, Вот 400 вот мм вот, брони вот и вот, барабаном. вот Да, так вот. да. Вот так вот. Этого давно Вот ждали так вот, игроки. вот так вот, Нерью вот выйдет так и вот. скажет. Вот так вот. Вот так вот. Этого давно Вот так ждали вот. игроки, такие механики нам нужны. Здрасте. Охуеть. Откуда столько На бойчиков? кого нет фишки, просто хорошая СТшка. Ну, броня неплохая у него рикошетная в башне и в ЛД. Биться здорово, родной. Да, потому что основные сервера закрыты, я как смарт-тестер запустил тестовый сервак, людям нечего смотреть и не во что играть, и поэтому они смотрят меня доходягу.
Ну вот, подписывайтесь, друзья, на ВК Видео Лайф. Там 2 стрима в день. И за баллы можно все купить. Даже мою жопу. Алкс 14, здорово, спасибо за подписку. Что-то приятное, Мотолыга или... Мотолыга поприятнее. Т-54, ну давайте еще раз сыграю. Каждый бой на нем у вас будет вызывать омерзение. Я вам серьезно говорю. В ТТ надо на 3 точки нажимать и кликать на открыть в браузере. Я понял, жми колокольчик и отслеживать. Здорово, бочек. Чё за аншлаг? Убийца здоров. Ну, я уже все объяснил. У нас, кстати, знаете что? У нас, наверное, уже 500 граждан. Нет, 499 подписчиков на ВК Видео Лайф. Следующий, кто подпишется, будет официально охуенный молодец. Поэтому немедленно подписывайся, если ты не подписан, дорогой друг. Так, что за... А можно за баллы купить жопу Нирчика? Можно. Это, находя на ВК видосах, часто попадается. А теперь и в лайфе. Абсолютно. ID 168 333 529. Спасибо за подписку на ВК Видео Лайф. Андрюшка, также спасибо за подписку на ВК Видео Лайф. Храни вас, рандом, пацаны. Бля, 34 реально танк алкаша. Это действительно так. Кроме бутылки ешь. На диске должен имбовать. Не думаю, что он будет имбовать. Ghost, спасибо за подписку на ВК Видео Лайф. Енотик в кепке, спасибо за подписку на ВК Видео Лайф. Спасибо, друзья. Ты вызвал стримера на бой с бухлом. Да, я обещал, что когда будет 500 подписчиков на ВК Видео Лайф, у нас будет алкострим. Вот так вот. Стрим из опорки. А про 54 что скажешь? Короче, на нем мерзко играть. У него косая пушка, лоховская стаба и так далее. Из него стрелять, чтобы очко не горело, лучше не стоит. Если у вас нервы на работе, ебли, на 54 можно играть, но не стрелять из него. Это во-первых. Во-вторых, он якобы бронированный, на деле, ну как и все в нашей игре, мега рандомная броня, можно и пососать крепко. Привет, шортов тебя смотреть начал, красавельчик. Красавельчик. Пиздой за бухлом, папаша. Да, ну какое? Сейчас не пойду. Тогда стрим пойдет по пизде. Да. Т-62А норм, да, даже очень. Ставьте лайки, жулики. Абсолютно. Михалыч, привет. Меркова, ДПМ на стоке. Или все-таки топовая пушка. Топовую пушку ставьте, не ошибитесь. Ну и главный вопрос дня, где мы будем задействовать наш спиртометр православный. Доброе утро, Серега, доброе. Доброе. Откуда столько народа, я так и не понял. То, что сервера закрыты, основные. Люди в танки не играют. Во-первых. Во-вторых, многие Алешки стримеры не стримят, потому что сервера закрыты. Поэтому так. Поэтому у нас сегодня диктатура контента. Либо смотришь меня, вот, либо смотришь на потолок. Не ошибусь, в пушке, потому что нахуй не буду качать евреев. Правильно. Сервера закрыты, как ты играешь? Как нехуй. Это тестовый сервер. Срочное объявление. Всем слэвам срочно ставим лайки. Соотношение лайков и онлайн недопустимо, да. Стример хитрофистенный играет на тесте дам. Надо сотню добить зрителям парня. Абсолютно. Абсолютно. Настал твой час. Все. Боги услышали молитву. Можно еще смотреть на бутылку дам. Да. Бутылку чувствую, но не вижу. Загадка вам, домашнее задание, пацаны. Стример чувствует бутылку, но не видит. Вопрос, где она? И за мое очко. Еще раз дратуй. Алексей, спасибо огромное за подписку. Знаем мы одного Алексея Алексеева. Очень уважаемый человек на канале. Так, 3 не хватает.
Да, в смысле уже подписаны, уже 500 пробили. Там перезагрузи просто страницу, будет видно. Тяжко смотреть на бутылку, на которую не можешь сесть, да. Так, ощущаю себя в красно-белом. Когда смотрю на бутылки. Фотка сюда. Эй, на лав давили. Кто же? Кто я? Просто пешки на доске. Просто пешки у Лесты. Ауф, абсолютно. А я тоже 53. Да, да. Там если перезагрузить страницу, там будет видно, что больше 500. Кто не подписался, тот с Джон сосался. Да, звездный пят, гачи мученика. Ура. Этот фистинг мы приближали как могли. Он опять кумулем, уебав. А, ну ладно, под экран, окей. Ну, во-первых, я тоже ему смешно попал. В общем, знаете что, я здесь пососу яйца от дробины. Но мы скроемся под якобы тестом брони у танка. Ладно, я не получил пизды, окей. Окей. Даже Ванга, пацаны, ошибалась, поэтому не судите строго. Надо отметить вечерком. Ну, прибухнем. Не суть. Гей. Бля, нахера я в ЛД стрелял, господи. А вот так вот. Тихо. Бля. Давайте вместе, друзья. Под шконку. Давай под шконку, друзья. Симпрот не хотят играть даже на тестовом сервере. 101 онлайна. А где вы-то? А, ну да, 102, нихуя себе. Я вот только что смотрел, было 80. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Виталенька, Кличко. Енот, спасибо за полтишку. Мое почтение. Мое почтение. Все будет хорошо, поверь. Февраль покинул дом, за ним закроют дверь. На бутылке хорошо. Привет. Серваки заработали. Ответ отрицательный. Доби, здорово. Это тестовый сервак. Славянский зажим произошел. Дорогая. Пашконка весело, да? Это тест. Дилмух, если правильно прочитал никнейм, здорово. Да, это так. Это действительно так. Как не Эриха, если есть. Эриха нету. Но знаете что? Сегодня вечерком мы Йорика откроем. Пакфа, здорово. А во сколько сервера откроют? Я предполагаю, что в 10:30. Максимум в 11:30. У меня нету секретных данных, у меня есть только интуиция. Ну, либо логика, потому что последнее обновление... Обновление 5, наверное. Везде писали, что сервера закрыты до 2, либо до 4, а открывали в 10:30. Даже эпохальный DCP патч, где 11 левела были, тоже в 10:30 открыли. Либо в 11:30. Ну, короче, не позже, чем 11:30. У меня почему-то не запускается тест. У многих такие проблемы. Вот я не помогу, потому что я не знаю, как это решить. Тебе ёбнула Ольга на классике. 21:01. А я гуляет. Это ж Ольга Копейка. Мужчины хвалят. Ладно, назвали бабу шлюхой, а вот как бы можно было так и не делать. Примерно, наверное, 12. Ну там как пися ляжет, как говорится. Ольга не ломается, да. Да, Ольга дешевая. У кого-нибудь уже 100 баллов есть. Вон убийца 2 раза уже накопил. Или 3. За 100 баллов на ВК Play приседая в леопардовых трусиках со штангой, пацаны, на камеру.
Такого гей-контента не лепит даже Нерью. Хотя, казалось бы, бля. Просто рассыпаясь. 3-4К есть. Это ты про что? Каждый лайк это плюс сантиметр. Так, дико. Эй, ну, огнемячков, да. 105. А, это вы про очко? Сколько очков набрали? Fucking bitch. Короче, я, если бы кого-то качал, я бы качал Меркову, но мне не нравится его стаба. Ты быстрые тычки кидать на нем не сможешь. Он жирноватенький, соответственно, кое-где будет неудобно. Он клевый, но как будто бы не в приоритете, что ли. Нер так своих подписчиков не радует, как наш православный Симен, да. Да, с тобой нет вообще вот он. Но она дерьмовенькая. Ну, то есть, как бы с этим можно мириться, окей, но вот мерзко. Бобсы так и не поправили. Часто экраны съедают снаряды, катки, походу. Но, может быть, через... Не, я думаю, что бобсы они так и не поправят, потому что они об этой проблеме просто не знают. А проблема огнеметов, они как бы вот в курсах. Да, но в этом патче все равно не изменили ничего. Мы с убийцей прокачали раза стримера. Fucking bitch. Пока она опять сыграет на Еписюне. Ну, хотите на Еписюне сыграем? Кстати, знаете что? На Еписюне, наверное, такая же стаба. Такие же воин. Трудный бой. А, значит что, он фугасом борт не пробивается, окей. Если что, здесь пробитие 120. 120, видите, он в экранчик не суется. Видимо, вот этот экран реально работает, да, плюс гусля, все дела. Это мы запомним. Это мы запомним. Трудный бой. Об этом простреле знает только Нерью и его мужчина. Только Нерью и его мужчина знает про этот прострел. Прям коплю прокачаю, Гучслав. Бля. У меня 19 марта день рождения, друзья. Заходите, буду всем рад. Будет стрим целый день. Будут песни, пляски и фистинг. Сюда, блядь! Какое нахуй бухло. Давай-ка 30-очку от груди и обязательно Ай, бля. подстегнут крылья. Здорово, брат. Я понял, хорошо. У нас после этой катки будут отжимания, пацаны. 30 раз. Бля, он там обиженный или что это такое? Я, честно говоря, хотел бы от него еще пизделей получить, чтобы получить максимальное удовольствие от игры. Морпех, спасибо огромное. Спасибо, братан. Всегда хотел прокачать себе на аккаунт крана, хэвика и, наверное, лучше 50 бы качай. В Доре будут горячие напитки, да. Горячительные будут, морпех. Вжимание от толкания земли. Будем сдвигать землю с небесной оси, чтобы Америка утонула, да? Осуждаю. Осуждаю. Побойся бога, какой экран. Он не играбельный вообще. Ну, на нем мерзко играть, он... У него мерзкая пушка. Вот в чем прикол. Мерзкая пушка. Конечно, скажете, а кто сейчас не мерзкий? Я скажу, вот, как бы, да. Отличный вопрос. Слушайте, вот как-то уважение вообще не чувствуется. Потому что на первой итерации теста я танковал более чем за БС. Теперь вот у Меркову запихивает даже ленивый. Если попадает, конечно.
Вообще было бы здорово его добрать. Мы бы сразу решили кучу проблем. Надо вот так вот, да. Да, потому что я бы борт башни мог срикошетить. Ладно, не срикошетил. Ну и все. Ну и все, уезжаем нахер отсюда теперь. Обязательно по стигмату, окей. У нас будут пацаны 30 отжиманий по стигмату. Я на 6 остановился. Рандом. Сука. Надеюсь, ты на кумуле. Ясно. А вот кумули экран не танкует. Кумули экран не танкует. А какой ты поц. Не дочекал. Окей. Мерзкая пушка это у мистера Емельяна второго младшего. Ну да, да, такое есть. О, знаете что, возможно, кто-то не прокачал. Ладно, прокачал. Ладно, здесь он молодец. А теперь мы начинаем КВН, пацаны, со стрельбой в НЛД. Сука. Хорош. Мерзкая пушка. Вот вам пизда, что за страдания. Я прокачал, но теперь вдруг озарила, когда поиграл на других восьмерках. Так, все верно, все верно. А чё, как в целом танки сборной нации? Ну, прикольные. В целом прикольные. Там ничего особенного. Это бесит. А чё, в целом танки? Да что-то... Это тест. Это тест. Егорчик, здорово. Чиш, спасибо за подписку. Так, на тесте же можно карту выбирать или нет? Нет, нельзя, нельзя. Это только на пресс-аккаунт. The Unical, здорово, привет. Что можешь сказать про этот танк? Он клевый. У него из минусов только может быть не сильно достаточный УВН и стаба. Но так он хороший. Так он хороший. Я на тесте. АМД, здорово. Саня, здорово. Он просто вошел. Как Меркова, в общем. Да, Меркова хорошая, мне нравится. Вот 54D, если бы не спиртометр, ну постреляй меня, пес. О. Если бы не спиртометр, вообще был бы мерзкий, потому что он... Потому что знаете, что у него? Он мега кривой. Я, честно говоря, выехал принять тычку и добрать Лёшку. Да, по итогу принял тычку, не попал. Еще можно туда под башню. А, ну либо в кепку. Там есть щелка у него. Либо под башню можно запихивать, ну либо в кепку. Тот же Удис, но без УВН. Но может быть. Не, у Удиса дерьмовые снаряды летят. Меркова получше. Я так встал, думал просто, а тут еще 6 часов ебланить. Это так. Куколд получается, куколд. Тоже туда заехал. Кстати, там 268 шотненький, на который я так и не добрал. К спиртометру. Ай, бля, это другой 268. Это на самом деле другой 268, пацаны. Мне кажется, это фатальная ошибка у меня только что произошла. У него только что произошла фатальная ошибка. Ребята, подписывайтесь на ВК Видео Лайв. Каждый день стримы аж 2 раза. Аж 2 раза. Ну как он так попадает, господи. А, ну знаете что? Тут ВЛД не танкануло ни хрена у меня.
Ты в ЛДХ ничего не танканул. А, он меня еще пересвечивает, я понял. Пиздец. Пиздец. Он меня еще пересвечивает. Мне кажется, в гусле попал ему без урона. Короче, похуй, поехали на него. А как этот ебаный сарай пересвечивает и еще не светится за этими ебаными кустами? Так, во сколько там обнова будет? Александр Краев, здорово, непонятно. Я думаю, что часов 11 может будет. В ранге хочется ворваться с двух ног. В ранге, пацаны, в первую неделю очень... наверное, про натиск. В натиск в первую неделю лучше не ходить. Там всегда терпежно будет. Мотивация интересна была. Без негатива. Просто поддержать штанишки мальчишки Гачеслава. Респект большой. Тайп на рогах. Тайп пиздец, кстати, пересвечивал четко вообще. Как в любом случае огонь, да? Да. Ну, блять, мне оставалось сидеть, терпеть в кустике, как-то его перестреливать. Была бы дрочильня. Была бы дрочильня. Мне, честно говоря, настолько похуй. Поехал я на новом ящиком. Вечером буду смотреть на огромном экране. Удачи, братан. Удачи, братан. Не бери расширенный сервис, главное. Так. Я норм сразу в чемпу залететь, пока пиво все на работе. Ну, может быть так. На 907 трусики снимать с дурачков. Так, знаете что, давайте мы... Там Е-писюна просили, трудящиеся. Сыграем на Е-писюне. Книжки надо, наоборот, приспускать. Приспускать. Так, знаете что, надо, во-первых, поджиматься, потом мы Е-писюна будем открывать. Что за расширенный сервис? Это когда во всяких пятых элементах вам телеки продают и прочее дерьмо, у них задача продавать еще что-то помимо. Ну вот, это в основном для того, чтобы с вас просто больше денег стрясти. Вот, я там когда-то работал, я знаю. Я знаю. Итак, друзья, у нас Анжумания. Анжумания. 30 рез за списнес. И еще петь надо. Так, а еще вопросик. Сборная нации сегодня добавит? Да, добавит. Он их не забудет. А какая там стигмата крыль? Окей. Стигмата говновоз есть, пацаны. Прикиньте, на ютубе не находят. Что за херь? Может, по-другому песня называется? Сейчас, минуточку. Стигмата. Это не то. Я пока тебя ждал, уже 2 подхода по 30 сделал. Я понимаю, я почему-то на ютубе не находит, прикинь. А, вот крылья нашлось. Глаза посылают Мощный ник. Так, слушаем. Come on, let's go! 30 отжиманий, бочки.
Пойду говно чистить. Так вот. Это закрывал, наверное, я на камеру или нет? Князь заруинил, блять. Я в трусах, да. Помойка здорова. Дайте кота поставил. Косы. Четко. Блять. Ну я честно отжался, пацан. Иногда без, да, иногда без трусов. Это действительно так. Закрывайте данную полоску, я сниму их. Князь, что ты камеру закрыл? Я бы, наверное... Сегодня, да, обычно без. Чаще арбитра. У них тактика с котом. Он закрывает, чтобы мы видели сколько раз. О, нихуя не легко такое. Когда одобрит снимаемое, да. Все стримеры зарабатывают на этом бабки. Вопрос цены. Кто говорит, что он никогда в жизни не предается, плюньте ему в лицо. Я, во-первых, думаю, что не только стримеры продаются, но и любую жопу можно купить. Любую. Покажи лямбаксов. Дай подержать хотя бы сутки. Вам жопу дадут. Жопу вам дадут. Так. Пишем, ребята, в чат цену, за которую продадите свою жопу. Вот. Танковые патрики. Сюда, блядь! Ай, бля. Ну хули, тогда давай еще разок отжимания. Пизда. Да ёбаный рад. Пак-фа, спасибо за 500 рублей. Ну погнали. Мы еще за штангой приседаем за 690. Вот, мало ли. Мало ли, бля. Кого-то заинтересует? Так. Да, я думаю, это в первую очередь меня заинтересует обсуждать. Яна. Сентябрь горит, Алёшка плачет. И растворится в безоблачном дне. Она ему не нужна, чтоб убить Жопа ему не нужна.
Руки под стол! А, коньяк. Считай, нажимался, да. Красава, бра, спасибо. Тест открыт? Открыт. Мишка, здорово. Спасибо за подписку. У меня кот тоже гачи-мученик, видите, любит, когда по папке шляпают его. Вена. Вена. Пестябрь, да. Да, все, как раз походу. Ты когда отжимаешься вебку на весь экран, включай, папаша. Я на весь экран врубал. Ну, я так ставил, чтобы видно было меня. Вот, потому что если ее, конечно, в идеале туда поставить, но шнура не хватит. Она и так там стоит. Неудачно. Ляпать кота по папке. И приседать. Убивця. Убивця. Все, пизда. Интересно, да, потому что пока что тест работает. Знаете, что мы сейчас делаем? Там, походу, обнова вышла. Там, возможно, обнова вышла. Точнее, снова. Тест офнули. Заходи в игру. Значит, игра заработала. А нихуя. Ток патч. Короче, обнова не вышла, пацаны. Опять ёбнули. Ёбаный рот. Так, тихо. Тихо. А что вам тогда врубить? Убийца плачет. Короче, основа не вышла реально. Давайте еще раз попробуем на тест зайти. И тест не открывается. Кабан, спасибо за подписку. Дайте мы какую-нибудь вам картинку веселую откроем просто. Есть картинка, где Джофф в эсэсовской форме. Но там свастоны. За такое забанят. Убийца плачет. Где-то, блин, Меркова, ё-моё. Во. Стримим Меркаву. Так, коммент сейчас прочитаем. Эйнал полнится кемчат. Да, Юрий Азизов, здорово. Там 2 сервера на тесте. Один сервак. В форме деда. Госпожа спит, а она к мамке поехала, сегодня приедет. Ей надо было кота там отвезти. Без ника, здорово. Сам ты плачешь. Сентябрь горит. Ну вот такие ребята пердаки. Знаете что? Как можно было так сделать, да, что ебнули тестовый сервак? Обзор танка давай. Если коротко, сейчас я вам найду коллизн модель. Там вроде как я видела есть. Вроде как есть. Да, смотрите, ребятки. Захват экрана. Так, я же там все чекнул. Все чики-брики. Да. Вот ввели новый Total. Давайте мы посмотрим его сначала, как он против... Не, давайте мы сразу же... Чтобы вату не катать. Не то. Вам. Против Кумулей в 340. Короче, в ровный угол. Ну, если коротко, да, морда вся зеленая, но знаете, что вот чуть он, допустим, задрался.
Лучше выцеливайте ближе к НЛД. Ближе к НЛД. НЛД вообще не танкует. Более того, в НЛД 200 мм. Видите, он чуть-чуть хоть на кочку наедет, уже в ЛД будут проблемы. Кидайте в НЛД. Кидайте в НЛД. Но если он ровно стоит, да, и либо вот так вот, то особо не выцеливайте, просто вот так вот плюнули, и все нормик. Что касается башни, за прицелом... Ну, это прицел наводчика, да, за прицелом наводчика вот сюда могут забрызгивать. Всякие шальные тычки кумулями тоже могут заходить. Но не вот эту хуйню, да, что я смотрел. Вот сюда вот такие скосы, как у огнемета есть. По 300 миллиметров они. По 300 миллиметров. Ну, вот такие вот пердачки, ребята, да. То есть вот от башни стоит, рядом с пушкой сюда пихаете. И все будет просасываться. А что касается, допустим, самых православных танков. Ну, кстати, обратите внимание, что... Короче, бобсом можно поймать, по сути, в любую точку в морде. Практически. Если маска так и есть, там 300 миллиметров, вот 330, да, кое-где там, то в ОЕ-то вот все как будто будет хавать снаряды. Ну еще старайтесь проверить, чекать, целить, потому что если чуть-чуть, ну, даже если ровно, вот сюда вот кидаете, сюда будет надежнее заходить тычки. Такие вот ребятки-пердаки. Вот такие вот ребятки-пердаки. Ну, то есть башня у нее не самая надежная, я вам так скажем. Возможно, это что-то типа как СТБ. То есть, опять же... Но спорно. Короче, у него еще и башня с низкой вероятностью танкануть. Так. Погнали второй чат. Голого пистолета. А там сейчас основа выйдет. Так, на 5 на ютубе не забанят. Он же не православный в это видео. Это ты про что? Да, короче, не переживай. Микрофон тут задел, сорян, ребята. Там все есть. Кидайте реплей, бесплатно посмотрим. Короче, еще один леопард. Кустовой. Nice S. Ну, не совсем. Я бы его, может, даже с СТБ сравнивал, кстати. В плане того, что от башни выезжаешь, трохи танкуешь. Ну, хотя, не, наверное, не с СТБ. Ну, короче, вот так вот как-то он... Пока что не знаю, с чем сравнить. Так, башня полнится камчат, да. Спорно, да. И вот. Трусов с обратной стороны. Вот от трус. Закрывать данную половку, сниму трусы. Так, теперь, знаете, что посмотрим? Прикольно, здесь... Короче, сборной нации нету. А если мы ведем... Т-54... Д. Теперь вот эту модель смотрим. Здесь уже как-то дорого-богато. Нет, это... Смотрите, все против кумулей. Короче, блядь. Ну, против кумулей пиздец, да, единственное, что пушки можно закидывать, в эти скосы можно закидывать, но, по сути, если он вот так вот стоит, можно кумулем его НЛД. НЛД хоть и с экраном, да, видно, что здесь экран, на деле НЛДшка будет ловить. Хотя вот здесь, да, не особо под угол. Короче, если вы ровно стоите на... Из-за угла, короче, вот так вот можно танковать. Под углом. Из-за угла. То есть даже лучше не от борта, а именно вот так вот под углом. Да, как на ВК-7201, например. Но рамбовать сильно много не надо, да, потому что вот это вот все запихиваться будет. А, кстати, у него такой еще бортик там гнутенький. Смотрите, можно сюда тычку зафейлить. Можно зафейлить тычком.
Давайте мы сравним с более взрослыми ребятками. Вот так вот. Вот так вот. Но Боб в ВЛД не шьет, уже за БС. По сути, зоны пробития все те же самые. Все те же самые. Ну, в НЛД еще, да, под любым углом шьет. Ну, короче, это танк, который надо будет выцеливать. Особенно бобсом, учитывая того, что ты бобсом сюда уже кидать не будешь. Надо будет скипать снаряд. Под любым углом, да, тут экран пиздец, вообще габарит дает бешеный. Но вот эти штуки выцелить, мне кажется, смешно. То есть нужно будет бобсом... Бля, ну короче мерзко. Короче мерзко, еще сюда можно пробить. Тут либо 196, либо на фулку будет заходить. Да. Ну, кстати, вот, допустим... Так, а в какой угол можно будет епсти? Ну, в такой. Бля, ну жопа. Жопа. Короче, против 11 левелов на нем можно будет терпеть. Можно будет терпеть. Моделька на Варгейх. Ну, тут... Я думаю, что похуй. Она такая... У Варгея, может быть, и нету даже этого танка. Так, ты... Так, давайте мы посмотрим комментарии. Ага. Каток открывается, да. Ну, только если так, сейчас башня на КЗ-1, можно и жопкой чисто выезжать. Ты модельку... 452, вот теперь. Так. 452к, да, 11 левел, его сначала хотели вводить, по итогу не ввели. По итогу не ввели. ОВГ, он 9 уровне премии, я понял. ОВГ, силы... Я понял. Я понял. А мерковы же нету у Гейминга, да? Но надеюсь, что нету. Подобие орка, но слабее. Так, значит. Значит так. Пиздец, он ББХ и просовывается сразу же. Без лишних вопросов. Но тут даже и не знаю, сколько у него УВН. Но... Сколько это можно назвать? Как будто бы минус 5, да? Бля, ну это пиздец. 560 альфы. Ну, то есть пушка как и до 7.9, только, наверное, побыстрее. И вообще без брони. Пиздец, жестко. Жестко. Ну, наверное, у него какая-то динамика там есть. Да, что смотреть ничего. Так. Минус 6. Угу. Подпишись на канал. 13 марта. Минус 7, кажется. Ну, не суть, короче. Но если он с бешеной динамикой, то окей, да, то есть... Можно что-то придумать. Но вот мордой как будто бы... Ну, если только в бешеный угол попытаться из-за угла танкануть. Логин, Алекс, здорово. Будь как дома, Билли. Я ни в чем не откажу. Как там... Блять. Ну это смешно, вырубили тестовый сервак, основной не врубили. Черти. Просто черти. Ну да, он такой с виду, конечно, очень картонный. Очень и очень картонный. Так. Го. Soulstorm. Бля, ну... Я не знаю, я не против был, конечно, в Soulstorm поиграть как-нибудь.
Или Dawn of War. Ну, наверное, когда до хера народу на стриме, лучше в такую не играть. Не тематическое что-то, да? Так, а что не зайдешь в Wargaming? Но у меня у Wargaming нету даже аккаунта, пацаны. Это надо понимать. И это надо понимать. Так, впервые видим рабочий стол дяди. Почему на нем замок, блять? Они били... А это стандартная картинка. Били не подвезли еще. Что-нибудь удобное посмотрим. У Лесты. Ну давайте промо-ролик у Лесты посмотрим. Так. Сейчас, минуточку. Что они там про Меркаву говорят? И танки остальные. Портал недоступен, вы ебанутый совсем. Мне, короче, все наебнулось вообще. И гей-веб-сайт тоже. И даже гей-веб-сайт. Привет, танкисты! Здорово. Новая нация. Все про сборную мира танков. Смотрим. Менялось уже более 7 лет. Мы рады сообщить, что скоро дерево исследований Уже видно всё, да? еще на одну строчку. Но это будут танки не конкретной страны, а наиболее интересные разработки разных государств. И что там объединенные разного? под общим флагом и названием «Сборная наций». Вы видели флаг Дании? А что уже Дания там разработала, мне интересно. Из вот этого всего. Ну ладно, какой-нибудь мусор, например. Воета, вот сюда, Крамвелек. Вот это очень сильно на Викерса похоже. Мусорка это сам Викерс. Воета, вот по сути просто Центурион. И, кстати, самая первая башня от самого первого Центуриона у него стоковая. Ну ладно, окей. Первая ветка — это танки, стоявшие на вооружении в странах Ближнего Востока. В Ай, основном блядь. модернизированные модели машин, разработанных в Великобритании, блядь. США, СССР и Франции. Поэтому некоторые из них покажутся вам знакомыми. Что за мусор? Но в бою будут обладать своими особенностями. Да нет, Паяк разрабатывал, да. Например, Дегемют. Это что это представитель за дерьмо? многочисленного семейства Шерманов. Он находится на 7 уровне и сохранил главные особенности этих СТ. Очень Пиздец, высокую у него, честно говоря, с виду как будто бы ничего общего с вкупе с Шерманом. отличным У него какой-то сильно длинный код. Ну ладно, я с ним похож и похож. Пойдет. бронепробитием. Восьмерка новой ветки покажется знакомой тем, кто успел получить награду за первый этап проекта «Орбита». Ведь снаружи Викерс Бля, эту ветку можно было сделать 10 лет назад. Все танки, которые уже нарисованы, просто чуть-чуть подрихтовали и все, и в продакшн. Объединенная ветка наций. Дедовские танки, охуеть, папаша, да. МБТ — это почти что Викерс Марк III, но с улучшенной бронезащитой, более скорострельной ФГСница, пушкой не-не-не. и классическим набором снарядов. Здесь то стоковая На пушка 9-м по уровне 240 альфа. находится Шоткаль. За незнакомым именем скрывается Еврейский модернизированный Центурион, блядь. Центурион. Но не только с броней в башне и углами вертикальной наводки. Но и броня такая же, как у любого Центуриона в башне. То есть около ебланская. А еще и с подтянутой мобильностью. Мой хозяин, здорово. Че, по просмотрам фильмов у меня есть отличный вариант. Зеленый слоник. Бои на нем приведут вас прямиком к новому топу. Перерисовали имя ленивый которого и хорошо катай, знакомо да, в танковом хавать. мире. Меркава. Средний танк Меркава — это настоящий Да не универсальный разработала солдат. бревно, подходящее Перед его для создателями подвешения на коне стояла леопарда, цель да. сделать машину, способную выживать даже в самых горячих перестрелках. Им это удалось. Да. Меркава обладает рикошетными углами наклона брони, которые придают ей необычный внешний вид. Но главное, позволяют отлично танковать на средних дистанциях. Конан Варвар? Может быть, Остальные глянем. критически важные характеристики новой десятки тоже не подвели. Меркава отличается достойной мобильностью. Орудием с высоким разовым уроном. Ну вот как они дали такую подвижность вот этому сараю жирному, сколько он там весит? Там больше 50 тонн. Как можно было такую подвижность дать, я не знаю. Я не знаю. И комфортной перезарядкой. И это не единственный топ новой ветки. Игра на Викерс МБТ откроет подветку, где расположились еще О два боже, о боже, Тебя- как схитрили, ёбаный рот. танка Т-54А. Ближневосточная модификация Вообще бомбовый мультик прям, я понял. советского среднего танка.
а также Т-54Д. Штурмовой средний танк с Штурмов. еще более фундаментальными изменениями. Ай, бля, невероятно. Башню и корпус усилили противоаккумулятивными экранами, а орудия заменили на уже знакомую британскую Л. Ну, по сути, 54-ки трофеили евреи. И да, там экраны, скорее всего, тоже весили. Но я не уверен, что именно в таком виде 54D вообще существовал. Но может, там, не знаю, как Супер Першинг, да, там несколько штук обшили и войска. Л-7. Таким образом, Л-7 калибр точно стал ставили. крупнее, а стабилизация, разброс и пробитие улучшились. Вот, вы видели, какая стаба и разброс у вот этого дерьма? И вспомните, какой разброс у Т-55А. Здесь, говорят, улучшились. Какие пиздоболы, просто охуеть. Помимо исследуемых, в ближайшем будущем в игре появится и первый премиум-танк сборной нации. Это универсальный СТ-8 уровня М47 «Ромах». Мощный двигатель, комфортное во всех отношениях орудие. Сравните мем и Неплохо да. бронированная башня и компактный корпус. В нем легко узнается Т-4 представитель не трофеили, американской их школы поставляли танкостроения. СССР. Но разве Израиле продавали Порадует 54-ки? разовый урон в Мне кажется, нет. 360 единиц, а также бронепробиваемость фугасных снарядов. Приобрести его Лучше можно будет уже добавить скоро. точность, да. Следите за новостями. Мы поддерживали Израиль. Ну, то, что поддерживали, окей, а я что-то такого не припомню, что Главное, мы 54-ки продавали Израилю. Вот всем вокруг продавали точно. Особенность Вокруг нового Израиля. танка и двух танков А первом конфликте с Палестиной? заключается в уникальной механике, получившей название пирометр. Спиртометр. — это устройство, активация которого позволит вам обнаруживать врагов, которые скрыты за растительностью, или даже за препятствиями, если видна хотя бы одна габаритная точка. Сейчас объясним и покажем, Ну-ка еще раз. если видна врагов, которые скрыты Вот смотрите, за он врубил. растительностью, или Задержка даже за 4 секунды. препятствиями, если видна хотя бы То есть у этих ебланов предупреждение появляется, и они за это время могут легко откатиться. одна габаритная точка. Сейчас объясним и покажем, как это работает. Диктуем Танк адрес. с новой механикой способен подсвечивать противника в выбранном секторе. В игре прибор как бы привязан к башне танка и светит в том же направлении, куда направлено орудие. Дальность действия составляет 445 метров. Зона покрытия в вертикальной плоскости равна 30 градусам и зависит от УВН танка. В Ебанешься. горизонтальной плоскости пирометр охватывает сектор в 15 градусов. Типа, ну ладно, я понял. Активация происходит нажатием клавиши Сейчас же, X, значит, будет, а пользоваться сколько пирометром серебра поможет будет слито, да. специальная иконка Да. рядом с прицелом. Признал Израиль, Если в зоне если бы не действия Сталин, активного не было бы пирометра Израиля. есть противники, то на ней Да, был бы, загорится куда бы красная они стрелка. делись. Но чтобы узнать точное место, Там Сталину было интересно, в первую очередь, чтобы Британская империя посильнее развалилась. Да, поэтому никто ж не думал, что Израиль вырастет во что-то положение серьезное. вражеского танка придется непрерывно удерживать его в секторе действия пирометра в течение 5 секунд. А даже 5 В секунд. случае успеха он засветится. И Ну, 5 секунд, то есть вы вот вы смотрите в одну точку. В одну точку смотрите, например, на той же Прохоровке, да, вот вы просто аллею светите. Лёшка может выехать через 4 секунды из зоны действия, да, то есть в сторону уехать куда-нибудь. И потом даже если назад вернется, опять 4 секунды будет этот отсчет. То есть вот эта хуета, она сделана так, что она сильно им бывать не будет, пацаны. появится специальная индикация. Сделать это будет непросто. Одна активация пирометра ограничена 15 секундами, а противник, чей танк оказался в зоне действия, получает уведомление и 5 секунд на Делать смену позиции. даже 5 секунд, я У думаю, него 4. есть два варианта. Первый — покинуть опасную зону. Второй — Танковать. скрыть все габаритные точки своей машины. Если он не успеет принять меры и под взором пирометра будет оставаться хотя бы одна из них, то будет обнаружен. Адидас, Причем спасибо не за только подписку. для машины с механикой, а для всей команды противника. Успешный огонь союзников принесет игроку Против с пирометром подпивасов норм. очки урона Помял по аборт. разведданным. В игре Количество именно так и активации происходит. пирометра и время перезарядки индивидуально для каждой машины. С ЛТ в возводе будет. Новая механика. Но я вам так скажу, на турнирах окей, особенно на ГК, на Прохоровке, хотя бы один такой танк будут брать.
на деле, с учетом того, как на нем мерзко играть. Мне просто кажется, сильно слабым сделали вот этот тепловизор. Надо было делать так, что ты его врубаешь, и ты в лесу высвечиваешь всех. Сразу же, без задержки. Да, либо как ты их высвечиваешь своеобразно, то есть там может оно просто показывает не силуэт. Ну, то есть должно показывать, например, могло бы показывать не полностью силуэт танка, да, не полностью он засветился, а просто какую-то сигнатуру, что вот там есть какой-то танк, чтобы, блядь, ну, туда хотя бы можно было примерно стрелять. Не выцеливая прям корпус, все такое, а просто туда куда-то вкидывать. Ну, что-нибудь такое надо было придумать, потому что вот эта задержка, это как будто бы несерьезно. Может использоваться За 5 секунд по-разному, можно в от зависимости от ситуации на стака поле боя. ПТ отлететь. Например, можно. Ну, это, блядь, когда 5 секунд, это ты 5 секунд ты можешь съебаться. Понимаешь? То есть тебя подсвечивают спиртометром, через 5 секунд ты только будешь виден, и у тебя эти 5 секунд есть, ты уже знаешь, и у тебя эти есть 5 секунд, чтобы свалить. Спектрометр пригодится, если вам нужно вскрыть глухую оборону, Да, которую да, заняли Катюш. хорошо замаскированные ПТ-САУ противника. Глухая Или оборона. прогнать с позиции вражеского снайпера. И дать Да, возможность да, да. союзникам занять более выгодные точки. Да-да-да. СТ В этом-то и прикол, 5 секунд это сильно много. Даже 2 секунды много. спирометра может взять на себя функции легкого танка. Ну, понятное Если дело, да. союзная Ты стоишь на Е3, но с другой стороны тебе и похуй. Либо на бабахе, которая жопой не едет ни хера. Бабаху можно как-то подконтрить еще будет. сыграл свою роль неубедительно. Или защитить базу от захвата в, казалось бы, безвыходной ситуации. Вариантов, как можно использовать механику в бою, также много. Вот тоже непонятно, смотрите. Он сюда светил, да? Очевидно, не 5 секунд светил. Пересвелся сюда. Вот этот, кого он здесь мог засветить, он его уже не начекает. Да? Нужно опять сюда навести спиртометр, опять будет отсчет 5 секунд. Вот он сюда навелся. Как много самих боевых ситуаций. Он, по сути, не засветил нихуя. Однако не Видели? стоит в бою также много. Он как никого не много высветил, самих- все равно ёбнул. Вариантов, как можно использовать механику в бою, также много. Как много самих Никакого оповещения у него нету, да, что в зоне обзора где-то там есть танк. Ну, то есть боевых какая-то хуета. ситуаций. Однако не стоит думать, Вот что наличие вот пирометра мало в того, команде лампочку дает сделали ей ключевое видимо, так преимущество. еще и добавили контру, На да. определенных картах Да. данная механика будет малоэффективна. Нацию. Ее использование За чертежи и ограничено все по времени танки. и количеству активации. Зохан, здорово. Использование Да, рельефа не проебали. противника. Свои же И вовсе правила, может да. свести на нет все ваши Видел, что попытки в зоне заменить нет. ЛТ. Ну, в этом-то и Вот хуета, и вовсе- типа... Вот, смотрите. Безвыходной ситуации. Вариантов, как можно использовать, казалось бы, безвыходной ситуации. Вариантов, как можно использовать механику 5 секунд не прошло. Максимум 4 прошло. в бою также много, как много самих боевых ситуаций. И никакого звукового оповещения не было, да, что там в секторе хоть кто-то есть. Идиотский кадр вообще. Бать на дурачков, да. Потом останется просто свободку модели. Ты, Юша, посмотрел у него, наверное, 2 часа разбора по этому видео. И что там он говорит? Он говорит, имба, пизда. Там метка есть. Метка есть? Показывает, что танк есть. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Или защитить базу от захвата в, казалось бы, безвыходной ситуации. Вариантов, как можно использовать механику в бою, также много. Это хуйня, что моргает, много типа сами- там. Вариантов, как можно использовать механику в бою, также много. Как много самих... Вариантов, как можно использовать механику в бою, также ситуаций. Я, Вариантов, честно как говоря, можно использовать механику в бою, я, также честно говоря, много. метку не вижу. Объясните дураку. Посмотреть на радаре, точка появляется, если есть танк. Как много самих... Вот я на радар Вариантов, смотрю, как но... можно использовать механику в бою, также А, много. вон там у Как него, много типа, эта самих хуета, боевых да? ситуаций. За прицелом. Нет, тоже не вижу. Однако механику в бою также много. Вариантов, как можно использовать механику в бою, также ситуаций. Вариантов, как можно использовать механику в бою, также много. Как Ну вот смотрите, здесь, вот тут мерцание, да, происходит, вариантов, окей. как можно использовать Пересводится. механику в бою, также много. Ага. Вариантов, Типа здесь как нихуя. можно использовать А механику тут в мерцание. А, бою, все, также ясно. много. Как много самих боевых ситуаций. Блять, ну они это даже хуй объяснили, кстати, видео.
Да, они опять обосрутся, как всегда. Абсолютно. У тебя сразу будет оповещение, что будет засвет. Но вот когда кого-то засвечиваешь, да, там звуковое оповещение тоже есть. Но оно такое, бля, слабовато. Вы хотя бы какую-нибудь лампочку сделаете или что-нибудь такое. Потому что многие будут пользоваться и не знать вообще, как это работает. Привет, бро. А как играть в мир танков? Нельзя же. Нельзя. Да, ну может уже сервера и открыли. Однако не стоит думать, что наличие пирометра в команде дает ей ключевое преимущество. На определенных картах данная механика будет малоэффективна. Ее использование ограничено по времени и количеству активаций, а грамотное использование рельефа противником и вовсе может свести на нет все ваши попытки заменить ЛТ. Более подробно ознакомиться с характеристиками новых машин, а также нюансами работы механики пирометра вы можете на портале. Блять, вот такой прибор, они как-то усложнили все дела. По сути, даже сделали скиллозависимым. Кое-как. Почему вы, блять, огнемет таким не сделали? Ёбаный рот, это пиздец. Это просто пизда, кот. Это просто пиздец. А рассмотреть новых членов экипажа, выйти в бой Тебе на сразу танке показывают, что сборной есть нации танк, а сам засветит и через 5 лично сек, да. протестировать Да, новую да. механику, Ну тупо. выпивая кофе Надо с взводом горячим. катать. Вы сможете Да, уже не. в обновлении 1.39. Понимаете, вот я сегодня покатал на этом 54D, на нем мерзко играть пиздец. Там ни стабы, нихуя, он мега кривой, он, блять. Еще в него тычки засовывают все, кто хотят. Он как будто бы бронированный, на деле он ловит тычки, как Саша Грей кабачки. В принципе, норм, на деле надо проверять. Но я вангую то, что пирометр прям правила игры не поменяет. Всякие стандартные кусты, ну типа ладно, окей, ты им прощупаешь, но по сути можно точно так же кинуть блайнд в куст, все будет то же самое. Просто нужно сделать КД 25-30 секунд. Ну как, есть херова гора вариантов, как его ребалансить. Херня в том, что проблема в том, что его в таком виде ввели в игру. И еще проблема в том, что его будут ребалансить, и я уверен, что они сделают все не так, как хотелось бы игрокам. Опять будет нытье. У нас опять наибли, да. Может быть, они на основе апнут немного. Не совсем понимаю, зачем ветку сборную солянку сделали. Типа тот же ИС-7, но со старыми годовыми снарядами. Голдовыми снарядами. Удачных боев, танкисты. Ну, как бы ветку... По сути, эту ветку можно было назвать еврейской веткой. Я не знаю, почему так сделали. Просто не знаю. Алло, на Прохоровке будет. Ну, аллея, да. Ну и то. Я вам говорю, что на ЛТХе, короче. На ЛТХе, по сути, вот ты стоишь на аллее. Вот, допустим, вот аллея кустов и вот аллея кустов. Лёшка врубает спиртометр. Ты на ЛТХе можешь просто съебнуть. Если ты сильно глубоко не заехал, да, ты можешь просто в сторону съебнуть и все, уехать из спиртометра. Либо, если ты сильно близко закатил, то ты за 5 секунд можешь развернуться и уже начать съебывать. А еще если ты маневрируешь, то можешь на секунду выйти, допустим, из спиртометра, и засвет по тебе пропадет, либо обновиться. Будет опять отчет на 5 секунд. С учетом того, что ты можешь сам знать, в зоне действия ты или нет. То есть ты, допустим, поймал оповещение, что тебя подсвечивают, у тебя 5 секунд. Ты съебываешь, начинаешь маневрировать, и когда ты выйдешь из зоны действия пирометра, у тебя отсчет пропадет. И ты можешь опять назад в аллею заехать, у тебя будет опять отсчет 5 секунд. Вот в чем хуйня. То есть даже на Прохоровке страшно им бывать, может не выйти. А вот что касается всяких ПТ, которые глубоко затерпели, к ним подкрасться как-то, там уже можно делать грязь. Можно делать грязь. Не так, что тыкнул, откатил и опять полный сделал, типа барабан на третьих. Ну, по-всякому можно балансить. Александр, кстати, здорово, я с тобой согласен. Все для Алекса сделано и с одной стороны, и с другой, да. Да. Вот такие, ребята, пердачки. Вот такие вот, ребята, пердачки. А что у этих придурков еще тут есть? У них были трансляции. О. Новости. Привет, танкисты. Здорово, Генка. Здорово, Генка. Давно не вышло, короче, еще.
Загружайте новое обновление 1.33 «Путь к победе» На уже Прохоровке 12 марта. с Все чашки подробности хорошо в светить отдельных статьях спиртометром, видео. Но здесь если про нет версию ЛТ. вкратце. Может быть. Впервые Понимаете, опять же, вот, допустим, ты на Прохоровке на ЛТХе стоишь, ты ждешь, когда Т-54Д засветится. Не факт, что этот долбоеб поедет вообще на зелень. Либо заскучает и съебет. Заскучает и съебет. Да, либо будет пытаться ближе к чашке подъехать, то есть не на зелени стоять, а на этом, ну, на центре, грубо говоря, да, только ближе к чашке. Пытаться просвечивать. Ты вот можешь дальше поехать чекать ПТ, и этот еблан тебя уже не законтрит. С учетом того, что там все зависит еще от УВН, а у него УВН, например, нету. То есть он из-за этого холма может в поле зрения тебя и не поймать. Короче, я вам серьезно скажу, что эта хуйня только с виду кажется имбовой. На деле, как будто бы дорогостоящая игрушка, которая бестолковая. Иногда получится ей что-то наделать, а так... Погода это хуета много не сделает. Это с учетом того, что против тебя Алешка, например, будет просто с руками. Зачастую Алешка может быть вообще просто дебил. Поэтому, ребята, крайне спорная штука. Даже до 16 написали. Если ЛТ будет стоять, то зона периметра будет почти охватывать 75 метров и не успеть. Ну, 75 метров охуенно близко. Мне кажется, ЛТХ в первую очередь сама засветит раньше. Спидометров будет пиздец, как много в каждой катке. Не, я не думаю. Шляпа это все. Боярского. Да. Да. Сколько баллов нужно, чтобы получить косарь голды? А там на ВК-видео разберешься. Более чем 7 лет Где-то в игре появится 1050, новая нация. Ветка собрана из моделей танков разных государств, объединенных под общим Олень флагом. станет на ПТ, Танки и все подвески твой и свет премиумная просто... машина обладают новой уникальной механикой пирометр, помогающей обнаружить Фрагментов. технику В противника. конце обязательно. Исследуйте сборную наций и оценивайте новые танки прямо в бою. С выходом обновления станет доступен 16-й сезон боевого пропуска с благодарностью и памятью о победе в Великой Отечественной войне. Нихуя Вас себе, ждут спасибо, 3 блядь. основные и дополнительные главы. 15 лет Все под игре командованием все-таки решили легендарных сделать маршалов. Новая благодарность. ключевая техника в тематических, эксклюзивных 3D-стилях. Переработанная система начисления очков. Теперь на всех танках с 6 уровня будут одинаковые лимиты, обновляющиеся раз в неделю. Достигли Ай, бля. лимита на этой неделе, на следующий он станет больше. Также Ну, так двумя вот. новыми акционными машинами 9 уровня пополнится магазин за жетоны. Проходите этапы прогрессии, Прям зарабатывайте намекнули, очки что бабаху и светить. получайте свое вознаграждение. В версии 1.33 Вот бабаха трижды реально запустим 11 аркаду. уровня танк. Первый запуск закаленная сталь. И его фугасы намного пиже, чем любой бобс. Ты просто без пробития на 900 можешь пихать, и все, и похуй. И похуй. 80 лет победе, как-никак, рандом без бабах. Не, я думаю, не будет. Все равно, блять, ну, Алешки слишком сильно любят своих жандармов, бабах, да, ну, вот Вофентрагер как тоже не особо. Они все равно будут дрочить на этом дерьме. Будут дрочить, терпеть, блять, это и многое другое. Состоится уже с 14 Можно же 18 ЛТ марта. встать Приготовьтесь за играть трупом с Мауса, и особыми периметр модификаторами. не обнаружит. С 23 Не, по обнаружит. 20. Короче, через трупы лучи засвета проникают. Ну, как будто вот трупа нету. Такая вот хуйня. 4 марта А будет можешь второй запуск под кодовым Плюсать названием на «Полевой ремонт». 0. А в Дам. последние выходные марта третий Один запуск плюс от «Всё спидометра. включено». Так, Играйте в поставых, оба режима одновременно. ПТ не Напомню, офить. что Да, бои да. аркады не идут в статистику. Паладин, спасибо за подписку. С 12 марта на основных серверах обновленные карты. Вот Камчатка это теперь переделали. предлагает более динамичные сражения и удобные позиции для обороны и атаки. А привычные пейзажи Карелии Через здание тоже станут обнаружат. в другом свете. Не, вот Более через суровым здание, кстати, не высвечивает. За камнями и зданиями не высвечивает периметр. и холодным. С релизом версии обновится третья компания ЛБЗ. Мы добавили возможность сбрасывать прогресс задач и приостанавливать их выполнение. Играть станет А комфортно. аркада будет разве? На площадь в ангаре уже завтра придет весна. Но пуховики пока не снимаем. чтобы не Петуховики. Завтра стартует новое игровое событие в натиске «Грозовой медведь». Через на респе, да. Играем 7 на 7 в режиме атака-оборона Банальная на технике позиция. 10 уровня. Теперь будет возможность А нахера арендовать карту танки для переделали? участия в режиме через магазин натиска.
Некоторые параметры всей техники Только будут что, да. изменены благодаря Ну я модификаторам. провтыкал. Также скорректирована ранговая система и внесены изменения в некоторые навыки. Ассортимент магазина натиска пополнился новой ПТСАУ 9 уровня «Клевец» и свежими 2D-стилями. И, конечно, Клиторец. обновлены награды события, среди которых прогрессионный 2D-стиль «Грозовой Ой, месяц». Участвуйте бля. в событии и занимайте почетное место среди лучших. С 24 по 30 марта в игре 5-й этап кланового сезона «Спринт». Бои пройдут в вылазках Спирт. 10-го дивизиона в формате 7 на 7 в режиме атака-оборона с 2 базами обороняющих. Ну я в него стрелял, он такой прям с броней там. Зарабатывайте клановые и личные награды. В том числе и клановые Ну, шевроны, плюс-то которые клиторец-то откроют ж, доступ к 9 покупке уровень. товаров в клановом магазине. Мы рады анонсировать, что клановая потасовка возвращается на поля Потасовка. сражений мира танков. Формат боев 15 на 15. И сегодня началась регистрация на турнир. Напомню, что мы приглашаем к участию в отборочном Убил всех этапе тут, кланы, вошедшие в топ-50 Он реально, у него башня по какая-то итогам 4 бронированная. этапов кланового сезона. С виду как будто бы Финальный этап мусор. пройдут 8 команд, которые и сразятся за ценные призы. Активно готовимся ко Дню космонавтики. С 17 марта по 30 апреля на нашем портале 19 марта днюха у события меня, от пацаны, Земли до заходите Марса. на канал. Вас Целый день ждет стрим будет. 12 боевых задач с приятными наградами за их выполнение. Со стартом игрового события на Марс Хаос станут доступны 6 дополнительных задач. Среди игроков, которые успеют пройти события до 24 марта, видели, мы разыграем что Вячеслав стримит 750 тест, это немецких танков ном. М48А2 Раумпанцер. Еще 250 танков получат игроки, которые выполнят задачи быстрее остальных. Бля, ты раньше не такого не 21 делали, марта кстати. По 4 апреля в продаже Тестовый в магазинах сервачок новый премиум работал танк сборной нации еще М47 Роук. день или До два 24 после релиза марта патча. в составе пакетов будут еще и 2 боевые задачи на 5500 игрового золота. Начали что-то подозревать, да. Зарабатывайте опыт и получайте мастера на новом танке. Подробнее чуть позже. Ребят, под предыдущим выпуском вы много писали по поводу огнеметных танков. Мы ценим ваше мнение, следим за отзывами и за статистикой. Ты Работы ценят, по им похуй ребалансу вообще. огнеметных танков Работают. запланированы на следующее обновление. Следите за новостями. Это были все новости на сегодня. Как всегда, жду ваше мнение Что за в Марс танки? комментариях. Ну и лайк. с Не, за Марс подпиской. там будет Всем бобра, Е75 который можно премиумный. приготовить на ужин полено. Пока-пока. Спагетти Мафия, здорово, спасибо за рейд. А ты что стримил там? Все, идите нахуй, сказали. Сказали, идите нахуй. Экономичный. Легко смывается. Корнкет Это про говно. Там реклама говна была, видели? С лопаты. Огнемета потом понерфим, идите нахуй. Так, привет. Так, метро, я понял. Евгеша, привет. Вот, Арно, если после нерфа огнемета еще, да и реально будет ебать. Ее же ребалансят. Ее ж не нерфят, они его ребалансят. Все. Они ему что-нибудь добавят, что-то уберут. По итогу все равно будет имба. Проклятый видос был. Все, в натиске будут огнеметы? Нет, не будут. Не будут. Не будут, ребята. Короче, и тестовый сервачок закрыли, суки. Ненавижу преступность. Ненавижу. Кайф гора с плеч. Ну да. Давайте, может быть... Итак, я прокачаю пару боев, сыграл и стоит не интересно. Хотите, я кинцо врублю, кинцо посмотрим? А? Сколько у нас Леста все равно кинула через хуй, как обычно. Слышно всех. Так, какое? Тут предлагали голый пистолет. Голый пистолет, вторую часть. Первую мы смотрели уже. Давайте вторую посмотрим. Страшилкин, у тебя такой же ник, да, в игре? Давай сериал посмотрим. Ой, не, сериал не хочу. Сериал долго. Ай, блядь. Или какой-то другой хотите фильм? На Трова можно. На нем нужно врываться и танчить. Дядю грабит. Да. Мальчик, здорово. Здорово. Матрица 4. Хотите? Хотите Матрицу 4? У тебя, друзья. Так, сейчас мы с этим вопросиком разберемся. Какая музыка поиграет. Давайте голый пистолет 2 посмотрим.
Дроник, здорово. Здорово, каким VPN пользуешься? Могу сказать. Не подскажу, потому что не пользуюсь. Потому что не пользуюсь. У тебя танки работают или чё? Не, мы тестовый сервак стримили, а теперь его тоже закрыли. Маленький, так заезжаешь, вынял и жаришь попку. А есть гача фильм? Но... Нету. Можно, знаете, что посмотреть? Я могу предложить такой контент. Страшные гачемучие истории. Страшные гачемучие истории. Так. Берегись фури боев. Страшные истории на ночь. Будем страшные гачи истории смотреть, пацан. Кстати, пик онлайна был 105 человек, да, я видел. Я видел. Так. Не запускай доту в 3 часа ночи. Страшные истории на ночь. На телегу. Ну давайте посмотрим. Так, поначалу на 7 было интересно. Включи МГЕ, страшилки ночь. Так, короче, смотрим, пацаны. Если не зайдет, скажите в чате. Рептилоида подписался на всю Моби жизнь 43. натуралом Ну, остался. можно будет глянуть как-нибудь. Ссылочка в описании, дружище. Страшные танковые сказки. Даже не знаю, с чего начать свое двачевское откровение. Никогда бы не подумал, что игра в простую компудахтерную игру может привнести в мою спокойную жизнь настолько ужасающее событие. Прямо сейчас, сидя тише воды в шкафу и пытаясь не привлечь его внимания, я хочу попросить всех видящих этот текст о помощи. Моей заднице не сдобровать, если он найдет меня. Прошу каждого качка из портика, придите, спасите меня. Очки в чате есть. Весьма тревожно, не правда ли? Очередной криповый пост на 2Ч от какого-то задрота с 5000 часами в дотке. Если бы дело ограничилось одним лишь текстом, то я бы проскипал данный высер, отправившись чекать более интересные треды. Но аноним выкатил на всеобщее обозрение целую пикчу в 360p, где можно было не без трудностей разглядеть таинственный силуэт огромного размера. Дата публикации поста четко зафиксировалась на 3 часах ночи. Так я чему еще истории страшно. Всяким шкалерам запустить целое расследование. Лично мне как-то по барабану. Завтра топать на работу в ссаную доставку самоката, а вечером с корешами почилить в качалке в надежде пожать заветную сотку. Ах да, совсем забыл представиться. Звать меня можете Никитосом Аналопробковым, грозой города Урюпинск. По выходным я частенько залипал во второй. Стрим дальше будет? Или я могу пойти помыть свой эйнал? Можешь мыть эйнал, непонятно когда запустится сервера. Разнести команду петухов противников. Что лучше? 19 этаж, сериал «Вещь». В процессе скуфизации я 3 раза глушил банку Балтики девятки, параллельно вступая в споры на сайте Двач. Жизнь текла весело и беззаботно. Недавно я и вовсе свалил из родительской хаты, переехав в старую однокомнатную квартирку, где 50 лет жил мой дед. Как нетрудно догадаться, старик скоропостижно отправился на небеса, а жилплощадь по наследству решено было отдать мне. Ну давайте пустим голый пистолет, врубим, будем смотреть. Сейчас будем голый пистолет смотреть. Satisfied.
Ничего он не грузит. А вот так надо сделать, наверное. Много прилад. Надо будет коту за кормом сходить. Голый пистолет-то сколько можно посмотреть? Ну, вторую часть смотрим. Говорил, мой дед, я твой дед. Ну ок, смотри, что, давай. Ты же в будешь смотреть кино? Да ёб твою мать. Дед. Ну, я как-то смотрел страшную историю про дальнобойщиков. Ну, там было смешно. Не про самолет, про какой. Не, сериал не буду смотреть. Paramount Pictures представляет фильм производства... Ой, бля, тихо, ебаный рот, надо на ютубе ебаный стрим. Пацаны, на ВК-видео, если что, переходить.